Здесь участники семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Полезная информация. Папка с презентациями к докладам, которые прозвучали на семинаре, запароленная, будет лежать на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики. Пароли вы получите по почте. Уважаемые коллеги, когда вы будете работать с презентациями этих авторов, вы не забывайте, что это авторские работы. Пожалуйста, не вешайте у себя на сайтах до выхода публикаций, да, самих, до момента выхода сборников. Это вам бонус за участие в семинаре. Это именно вам. Сейчас мы через минуту начнем наше сегодняшнее заседание. Вести его мы не будем. Андрею Викторовичу полная свобода. Вот. Ну и дальше о регламенте, о том, как ему удобнее будет это делать. Ну вот он сам все скажет. Ну и объявит тему сам. Просим внимания тех, кто опаздывает, тихонечко проходить и не мешать. И, коллеги, привет, страна! Привет всем коллегам, которые нас слушают, смотрят у своих мониторов. Мы очень надеемся, что в следующий раз вы будете с нами живьем. Работаем. Раз. Отлично. Да, доброе утро, дорогие коллеги. Начнем, пожалуй, сегодняшний, ну, назовем его мастерской, да, я не сильно люблю мастер-класс, да, определение, потому что мастер-класс накладывает какие обязательства, что есть, ну, такой большой мастер приехал там, а его кто-то чего-то слушает. Мастерская, ну, слово более приятное, оно подразумевает все-таки... Вот так. А? Не за низ. Не за низ, а за середину. Мастерская слово более приятное, потому что подразумевает, что что-то создается, да, вот, совместными усилиями. И ну, за 4 часа что-то создать сложно, но, в общем, можно подумать о том, что можно создать. Но это первая ремарка. Вторая, она подсказана моим коллегой Дмитрием Федоровичем Полозневым. У него вот замечательная формула есть, и по моему скромному мнению, я ей тоже часто пользуюсь на самом деле, потому что все, что я буду говорить, это, с одной стороны, по моему скромному мнению, и все это можно оспорить. Значит, и если у нас, ну, будут такие споры по делу только, да, не все вы тут неправильно говорите, а по делу, я с удовольствием готов подискутировать. Вот. Но это все, собственно говоря, мое мнение и плод моего опыта. Да? Понятно, что мой опыт отличается от опыта сидящих здесь людей. Да? Опыт каждого человека отличается от опыта другого человека. Это второе замечание. Третье, поскольку у нас это большое 4-часовое действие, а мир постмодерна, в котором мы живем, все-таки подразумевает малые камерные части, будет очень здорово, если мы вопросы будем задавать там после каких-то частей, по ходу действия, да, если они будут возникать. Я с удовольствием, собственно, готов прерываться, лишь бы они нас сильно в сторону не заносили от основной линии. Ну и еще то, что, собственно говоря, вот я сегодня представляю, это взгляд такого библиотечного проектировщика, который активно пользуется краеведческими ресурсами, который сам работает с множеством краеведов, ну и не только с краеведами, но и со специалистами в области
историко-культурного наследия. Да? Ну, два слова о себе. Вы видели, собственно говоря, как там я поименован в программе, но есть еще у меня несколько ролей в жизни, о которых стоит упомянуть, и которые имеют прямой, собственно говоря, прямое отношение к сегодняшнему разговору. В общем, я практикующий социокультурный проектировщик, который проекты делает, поэтому у меня взгляд на эти вещи сугубо практический. Когда мне там начинают говорить, ну мы тут практики, я всегда улыбаюсь, потому что, а это что тогда, да? Второе, собственно, что дает, я сам делаю проекты, значит, готовлю их, запускаю. Делаю проекты не только, собственно говоря, в своей библиотеке, помогаю другим библиотекам, помогаю не библиотекам, а людям, которые работают с наследием, помогаем, вернее, да, об этом я сейчас еще скажу. Работаю с музеями, вот, и, собственно говоря, являюсь еще экспертом нескольких грантовых конкурсов. О каких-то я могу говорить вслух, о каких-то нет, там они не сильно приветствуют. Да? О тех, что можно говорить, это, например, конкурс «Культурная мозаика» фонда Тимченко для малых городов и сел. Вот, я там проекты смотрю. Музей Русского Севера компании «Северсталь». Как ни странно, я там единственный человек из библиотек. Вот все остальные музейщики. Ну, для чего я это вам говорю? Для того, чтобы было понятно, что у меня есть разный взгляд на то, о чем я буду говорить, с разных сторон. Как бы, да? И вот я попытаюсь, чтобы этот взгляд был объемным и донести до вас с пользой, чтобы мы могли, в общем, поговорить о том, как мы можем делать интересные библиотечные проекты. На самом деле масса чего интересного происходит. Вот на семинаре была представлена целая линейка достойных продуктов, проектов, но есть одно но, есть другие поляны, куда можно выходить с тем, что мы имеем, собственно, активно пользоваться теми ресурсами, которые у нас есть. И вот как ими пользоваться, я хочу с вами вместе поразмышлять, потому что на что-то у меня есть ответы, а на что-то я ответы только ищу, да? Как и ищут мои коллеги. Ну и еще одна часть, вот тоже наш коллега Дмитрий Владимирович из Ульяновска в своей презентации сказал, что не очень хорошо пока удается переход библиотекарям из мира модерна в мир постмодерна, да, вот такого краеведческого. Вот. Все-таки интересно это дожать и прыгнуть в этот мир постмодерна, потому что есть на это запрос. Мир постмодерна подразумевает, что мы пытаемся склеить разные куски социальной реальности, как я это понимаю для себя. Разные технологии, гуманитарные, IT, в единые такие синергетические продукты, которые порождают смыслы. Да? Что это за смыслы? Смыслы, собственно говоря, на самом деле заключены в улучшении жизни людей, в развитии территорий и в прочих вещах, как ни странно. Да? Потому что только тогда наша деятельность имеет какой-то смысл. Да? Вот, известная есть формула Николая Рубакина, что книга – это только начало, да? Истинная цель – это творчество. Да? Но творчество – это штука такая абстрактная и расплывчатая. А вот, собственно говоря, образование людей, улучшение качества жизни, вот, улучшение социального взаимодействия, порождение новых форм социальной коммуникации с помощью краеведения. Это такие, мне кажется, очень важные задачки, о которых можно поговорить. И все у нас для этого есть. Ну, извините за такую длинную преамбулу, я думаю, начнем, просто без нее не было понятно. Ну еще я вчера вот в Ядрину упоминал, повторюсь, что есть еще как бы одна вводная. Да, я являюсь вице-президентом клуба «Наследие экономика», куда входят
Ну, из наших людей там тот же Дмитрий Федорович Полознев, да, куда входит там, президентом которого является Дмитрий Борисович Чойнес, который является директором по проектам ОНО «Коломенский посад» такого, да, музейно-творческого кластера, который как раз и помогает, собственно, проектам, связанным с наследием, претвориться в жизнь. Мы много работаем с регионами, но основная база у нас сейчас для нашего клуба – это библиотека Достоевского. Вот. Один из проектов, которые мы делаем, библиотека наследия, я тоже об этом, обо всем расскажу. Вот. А теперь начнем. Так, отлично. Туда направлять? Куда? Включить надо ее. Так, сбоку. Включил. Направляем туда, да? Без разницы. Ну, вот начну я с такой поэтической преамбулы. Замечательные слова есть Николая Ушакова, да? Что на самом деле вот пока владеют формой руки, пока твой опыт не иссяк на яростном гончарном круге, крути вселенной так и сяк, мир не закончен и не точен, поставь его на пьедестал и надавай ему пощечин, чтобы он из глины мыслью стал. Вот, собственно, этим мы сегодня и займемся. Это у меня такой поэтический эпиграф, а второй эпиграф там, вот видите, картинкой. Я ее достаточно часто показываю в разных аудиториях. И она, про что она вообще? Что там происходит странного? А? Строительство, когда идет строительство или подвешен груз, да? Не пойте и не прыгайте. Строительство ли вообще? Ну, какие странности мы в ней видим, кроме того, что люди без лиц, да, но это, мне кажется, просто такой прием художника. Человек держит дом в руке. О чем вот эта метафора, как вы думаете? А? С одной стороны, все в наших руках, а еще как это можно интерпретировать? А? Ну, я не думаю, что это разрушение. Он же его там не ломает. Сохранение чего? Нет, ну, что же... Да. На самом деле, мне кажется, что тут какая метафора, что вообще женщина, во-первых, больше дома, явно, да, и это о том, что люди главнее, чем инфраструктура, да, вот это и люди главнее, чем деньги. Ну, мы об этом будем говорить, да, и наши идеи порождают эту самую инфраструктуру, да. Вот это сейчас очень хорошо видно по модельным библиотекам. Вроде бы появились деньги, да, но вдруг внезапно возник кризис идей. А что там делать-то? Оказывается, что все кричали, что денег нет. Вот только деньги дайте, и сразу жизнь расцветет. Ну, не расцветает она. В Ядрине мы вчера убедились. Что там еще происходит на этой картинке? Да, безусловно, люди обмениваются идеями, встречаются, коммуницируют, и это известная формула нам по замечательной энциклопедии абсолютного и относительного знания Бернара Вербера, там 1 + 1 равняется 3, который он транслирует. То есть, в общем, те эффекты, которые у нас порождаются в результате и коммуникации, и взаимодействия, и совместного вот такого творчества, они больше, чем то, что когда мы делаем по одному. Это тоже очень важная штука, потому что, как ни странно, когда там все время говорим про библиотеки друг другу не конкуренты, все равно очень многие там с прищуром друг на друга смотрят, да, и не сильно хорошо объединяются. Еще там что есть на этой картинке? А? Корова замечательно. А это про что метафора? Про корову в городском пространстве. Ну, вообще, да, это про экокультуру в городе и про то, что вообще, если мы говорим про современный город, то он сращивается с окружающим сельским ландшафтом, да? Какое-то имеет ли это отношение там, к краеведческой теме? На самом деле прямое, да? Там вот в зоне больших городов, например, оказываются усадьбы исторические, да? Зачастую там городские районы имеют деревенское прошлое, которое приходится копать. Вот в Москве это частая ситуация на самом деле.
Ну и еще вот на одном я остановлюсь, чтобы мы сильно там не задерживались. В центре вот у нас там что происходит? А? Ну, на самом деле, ну, можно интерпретировать как сделку, да, но можно, явно они договорились на самом деле, да, да, какое-то партнерство, но вот что у них в руках там? Книги да, и бумажная папка. Явно они чем еще обмениваются или могут обменяться? Информация, да, что чрезвычайно важно. Вот на самом деле вроде такая незамысловатая история, но из которой можно извлечь множество смыслов про тот мир, в котором мы оказались. И на самом деле взята она с сайта партнеров за жизнеспособное сообщество, такой американской организации, в 5 человек, но которая производит эффекты там на всю страну. Да? И, конечно, они эти эффекты производят не сами по себе, а с партнерами в регионах, с которыми они работают. Да? Вот на самом деле ровно этим, мне кажется, Надежда Михайловна занимается. Да. Да. Ну, это вот то, что называется, я не сказал бы дурной пример, да, хороший пример, он заразителен. Да. Мы видим, что вообще вот так работает нынче вовлечение, когда появляются яркие, собственно говоря, интересные, эмоциональные сюжеты, они нас вовлекают. Да. Нам хочется сделать так же, нам хочется, собственно говоря, произвести подобные вещи, да? Ну, может быть, на своем материале. Ну, да. Вообще азарт, эмоции, вовлечение, очень часто библиотекари избегают этих вещей, но мы понимаем, что вообще заниматься чем-нибудь без любви, без азарта, в таком случае порождаются такие мертвые бюрократические вещи для отчета, и мы их сразу видим. Да? Вообще мир так устроен, что в нем всегда идет борьба между живым и мертвым. Да, вот на примере библиотек это очень четко видно. Да? Там, с бюрократическим валом, который валится вот с этой мертвячиной, да, с которой ты должен там что-то делать, сопротивляться, но попутно вот сохранять себе живую. Да, вот. Об этом Маргарита Бедросовна нам замечательно в первой части марлезонского балета рассказала, да, и поделилась болью. Я на самом деле вот эту боль разделяю, потому что я в такой же ситуации живу. Да, часть меня, она вот в этом, в отчетах, там, во всяких этих самых бумагах, и даже здесь я ими вынужден заниматься. Теперь давайте поговорим вообще вот об этом чемоданчике проектировщика, да, который может и должен использовать, собственно, краеведческий арсенал и с ним работать, потому что он дает вообще удивительные возможности. Но мы это понимаем про возможности, да, но не все понимают вот в окружающем мире. Вот не так давно у нас был такой любопытный опыт работы с живыми городами. Есть такое большое объединение всяких городских проектировщиков, движение целое, да, которое там периодически собирает семинары, тусовки. Вот, в Нижнем дело было. И мы там просто про городские инициативы речь шла. Когда мы, собственно говоря, им предложили эти же самые городские инициативы построить на краеведческом материале, у них сначала был такой отрыв, да, потом они активно включились и пошли очень любопытные вещи. Да. Появилась целая куча наработок и идей, которые были гораздо более сильными, нежели они бы порождали просто идеи, да, вот, связанные с городским пространством, но никак не завязанные на местных историях, сюжетах и прочее. Почему, как вы думаете, такая вещь произошла? Ну, мы, с одной стороны, не продвигаем себя, но эта история даже не об этом, Надежда Михайловна, а на самом деле, вот
я об этом поговорю, потому что сам материал, он имеет такое свойство, что может усиливать любой городской проект. Да? И не только усиливать, а порождать на самом деле. Просто мы, наверное, не очень часто об этом думаем. Ну, для того, чтобы, давайте по порядку начнем, вспомним у нас, какие виды ресурсов бывают, да, собственно. И вот из этого списка, как вы думаете, какой ресурс самый важный? А? Все ли согласны, говорят, человечество? Информационный? Знаете, вот это такой провокационный вопрос. На самом деле, конечно, вот безусловно, самый главный ресурс человеческий в том смысле, что без него ничего не происходит, и информационный ресурс люди порождают. С другой стороны, если у этих людей нет информации, знания о месте, знания о прошлом, первое, и второе, собственно говоря, им не на что опереться, зачастую любая инициатива, она так немножко в воздухе повисает. Поэтому, безусловно, но с другой стороны, не будет у вас людей, любая идея, она там такая останется идеей. Вот у меня такое часто происходит. Что-нибудь такое придумается, да, но жих, потом выясняется, что ну, пока под это людей нету. Хотя, вот как говорит мой друг и коллега Дима Уинес, я там ему однажды там, про Павловский посад сказал, говорю, вот людей нету, с кем это делать. Говорит, люди есть, они не проявлены. Да? Это что означает? Это означает, что просто не установлены системы связи, коммуникации. Мы вот думаем обычно, что там нету людей, не с кем работать, там чего-то делать. А очень часто это означает, что просто библиотека не установила вот эту систему коммуникации с другими людьми. Да? Мы устанавливаем связи, с кем нам удобно, там, по какому-то, ну, цеховому признаку, там, еще, а дальше на какие-то сегменты не выходим, очень важные. Вот, это я достаточно часто наблюдаю. И вот этот выход не на новые даже целевые аудитории, это понятная история, а на новые группы партнеров, да, может быть, неожиданные совершенно. И это такая очень, очень важная задача, она тоже такая постмодернистская, потому что эти партнеры могут быть совершенно неожиданными. Эти партнеры могут быть, на самом деле, черт его знает где, за 3-9 земель от вас. И, собственно говоря, прочие сюжеты. Да? Вот мой любимый сюжет про это, да, значит, мы партнерство можем устанавливать на 3 уровнях, как бы, на уровне целей, ценностей и партнерств. Вот мой любимый сюжет про там, проект в свое время, который делала Бурятская национальная библиотека, что может вообще как-то объединить в партнерство Бурятскую национальную библиотеку и информационный центр ООН в Москве. Давайте так. Цели, ценности. Вот какой ресурс вообще? Есть ли такой ресурс, который их может вообще как-то вовлечь, там, это самое. Нет, он не человеческий, кстати говоря, в данном случае. Да? Человеческий ресурс у нас есть в национальной библиотеке уже и значит, культурно-символический какой-то. Ну какой? Вот, на самом деле мы его все знаем, да? Он на поверхности находится. Вот что, ну он у нас организация какого масштаба? Планетарного, да, глобального. Бурятия у нас республика, да, там интересы региональные. Значит, нам надо какой-то планетарный ресурс культурно-символический поискать на территории Бурятии. Байкал озеро, да. Вот в свое время там они открыли информационный центр по проблемам Байкала с ними вместе. Вот, пожалуйста. Но тут интересно не то, что там они открыли, да, а интересно вот этот совершенно фантастический тип партнерства, когда партнеры оказались черт его знает где, там, за 3-9 земель. И это достаточно часто такие вещи происходят. Поэтому, собственно, у нас очень часто наши партнеры могут находиться под боком, но это не те, о ком мы думаем, могут находиться за 3-9 земель, и, собственно, они нам могут быть полезны и с точки зрения человеческого ресурса, и с точки зрения совместной деятельности и прочих вещей. Но для того, чтобы вообще-то их вовлечь,
Их нужно что сделать? Заинтересовать, зажечь и прочее. И вот тут-то нам чрезвычайно важны какие ресурсы? А с помощью информационных ресурсов можно ли зажечь вообще? Тут я перехожу к следующей части марлезонского балета. На самом деле, конечно, с помощью информационных ресурсов зажечь нельзя. Да? Потому что с помощью информационно-культурных информационных ресурсов зажечь нельзя. Почему? Они не эмоциональны, совершенно верно, Надежда Михайловна. Просто спасибо огромное. Вот в них нету этого компонента. Да? На самом деле этот компонент есть в ресурсах культурно-символических, которые, кстати, основываются на чем? На ресурсах информационных, на самом деле. Но в них есть вот эта еще эмоциональная составляющая, чрезвычайно важная, вот, с которой сейчас очень многие, вроде бы как какая-то ерунда, но почему-то очень многие компании плотно работают, причем на будущее. Да? Вот, например, эмоциональным интеллектом занимается сейчас Сбербанк наш. Да? У них есть фонд «Вклад в будущее», который делает всякие образовательные программы для музейщиков, для библиотекарей. Вот я участником такой образовательной программы был в прошлом году по эмоциональному интеллекту и по тому, как на основе его использования разрабатывать, собственно говоря, всякие программы. Конечно, больше это про работу с людьми, да, про то, как, собственно, завести их, зажечь и прочее. Но на самом деле это еще прямое отношение вот к этому имеет. Да? Ну, там у нас участвовали коллеги из РГДБ, например, в этой программе. Участвовали люди там из Мосгортура, которые детские, самые разные организации. Музейщики участвовали из музейного центра Московского. И каждый этот инструментарий применял на себя. Вот ровно культурно-символические ресурсы отличаются вот этим, использованием эмоционального интеллекта, тем, что может зажечь и прочее. И это имеет прямое отношение, конечно, к краеведению, потому что вот то, что мы делаем, то, что мы создаем, эти ресурсы, да, они, эти информационные, легко переводятся в ресурсы культурно-символические, но там не хватает чего? Вот этого, собственно, эмоционального компонента, вернее, работы с ним. Это достаточно сложная такая и тонкая штука, но она вполне себе технологизируется. Мы сегодня попробуем на это посмотреть. Да? Символ еще, вот что это такое? Это точка входа в такой гипертекст, если хотите. Да? Понятие гипертекст, понятно, на самом деле было придумано еще задолго до интернета. Да? Оно означает, что, нажимая куда-то, говоря о чем-то, у нас возникает масса ассоциаций, эмоций и прочее. Да? Вот на протяжении этих 3 дней мы это очень часто видели в ярких эмоциональных выступлениях коллег, когда какие-то выступления вызывали эмоции. И не только потому, что была яркая и интересная подача автора, но еще и сам материал был таков, что он чего-то там у нас трогал. Да? Нажимал на этот гипертекст, и у нас появлялось очень большое количество ассоциаций, образов, эмоций, да, со своим уже. Вот именно так это работает. Но на самом деле проектировщик на основе этих символических ресурсов, да, может создавать очень разные вещи. Да. Культурно-символические ресурсы у нас не равняются... Вот еще очень важная вещь. Но на самом деле мы уже на этот вопрос ответили. Да. То есть каково соотношение понятия текст и документ. Да? Вот, собственно говоря, если мы говорим про культурный текст, в нем появляется этот эмоциональный компонент, да, который отсутствует у нас в понятии документ. Я очень много про это думал. У нас, вот, я упоминал, была такая большая дискуссия в современной библиотеке, когда люди, недоумевая, задавали вопрос. Ну ты там вот говоришь там, нам про визуальные тексты, там, про культурные, про это. Но есть же понятие документ. Нафиг вот это все нужно. Есть не текстовый, текстовый документ. Все. Но на самом деле есть вот эта штука, если мы говорим, подходим к этому с понятия постмодерна и с точки зрения работы с людьми, эмоциональная, которая у нас там отсутствует. Да? И это тоже, в общем, эмоциональная часть, как ни странно, поддается описанию, да, работе и прочее, выстраиванию таких семантических связей. Сейчас мы посмотрим вообще, как это делается. Ну, символические ресурсы и символы отличаются. Да? Что такое символические ресурсы? Это даты,
события, известные просто интересные люди, бренды, гении места, исторические места, события, известные земляки, рынки, как ни странно, и прочее. С частью из них мы работаем активно, да? Часть это, ну, такая пока не сильно понятная история, хотя мы видим, что через понятие нетекстовый документ, собственно, значительная часть вот этих вещей начинает потихонечку попадать в наш оборот. Да? Фотографии, открытки, билеты автобусные, все вроде бы, где есть текст, но уже где и текста нету, да, например, там фото нету, да, но мы его читаем как этот самый визуальный текст. Ну вот здесь еще есть звуки и запахи, да, а вообще вот, ну, а может быть библиотека запахов, да, или звуков? Да, запах кедра, ну и мы знаем вообще, что многие писатели вообще вот эти образы запахами используют, да, вот я специально взял цитату из любимого мною Евгения Водолазкина, да, «Авиатор». Там вообще эта книга полна запахов, звуков, причем она начинается, в общем, с погружения в такую в аудио, обонятельную такую, как бы эту самую, да, реконструкцию. И явно, конечно, Водолазкин не просто это смоделировал сам, но это все из разговоров с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, с его коллегами старыми, которые застали вот этот мир старого ушедшего Петербурга, да, который он потом так бережно нам в «Авиаторе» воссоздал. Но здесь вот про дачи вроде бы, да. Кстати говоря, вот в библиотеке наследия у нас там есть идея сделать библиотеку запахов, потому что, конечно, это тоже такая интересная вещь. И с запахами работают, например, коллеги в Российской государственной детской библиотеке, сейчас делают там всякую коллекцию книжных и библиотечных запахов, экспонируют ее в музее даже. Да, вот Ольга Климкина, я вам очень рекомендую на эти вещи посмотреть. А зачем вот эти запахи нужны? Зачем я про это говорю и про звуки? Да, на самом деле, вот мы когда там в Рязани, помню, семинарили, у нас филармония там придумала проект, который назывался «Рязань на слух». Так и не сделали, конечно, руки у них не дошли, но проект был сам замечательный, он про аудиовизуальную реконструкцию образов города, да, и про представление это в пространстве, всяких разных. Вот. И в этой связи, собственно говоря, работа со звуком, с аудиоматериалом, она еще чрезвычайно важна с позиции того, что мы оказались в мире, где люди больше реагируют на что? На визуал и на аудио. Да? Почему там так популярны аудиокниги, например, да? Участие, например, молодежной аудитории, ну не только молодежной, да? Ну потому что не только потому, что там иногда сложно читать там в дороге, там это самое, ну и часть людей лучше на слух воспринимает. Ну мы по-разному устроены, да, есть люди, которые на глаз, которые на слух, которые всякие есть, да, кто-то больше, кому-то надо пощупать, потрогать. А вот, ну, вроде бы абстрактный образ, но на самом деле, когда мы об этом начинаем размышлять чисто практически, то оказывается, что все это мы можем складывать, например, в единые типы продуктов. Ну вот, и это пример не так давно прошедших у нас историка таких кулинарных басманных осенних посиделок, которые мы делали живым музеем Басманного района во дворе библиотеки, нахально его захватив. Там у нас и жители представляли исторические рецепты, мы рассказывали про московскую кулинарию. И это, в общем, вот история про вкус. Да, она, конечно, вызывает эмоции. Зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы людей погрузить в определенную среду, да, выдернуть их вот из этой повседневности. А там внизу вот не видно, это на самом деле пирог Достоевского. Там он подписан, у меня этот рисунок дома лежит. Это, честно сказать, мое творение было. Я испек пирог Хотяинцевых, соседей Достоевских по имению Дарового, где они, собственно говоря, каждое воскресенье
посещали церковь в Даровом не были, и маленького Феденьку с его братом угощали вот этим пирогом, и он им запал вообще в сердце, они потом, братья упоминали его в переписке. Пирог был с яичной начинкой с добавлением, яично-куриной начинкой с добавлением зеленого лука, да? То есть мясо молодых цыплят там, соответственно. Вот Да, но это в кулуарах. В общем, я вам что хочу сказать. Когда я после этого рассказывал про Федора Михайловича в Москве, про наш аудиогид, который мы сделали Достоевский в Басманном, который интересен, но, в общем, надо, чтобы еще люди как-то пришли и увидели этот продукт. Конечно, вот это все как раз послужило отправной точкой для интереса людей. Да? Люди внезапно проявили интерес вообще к теме Достоевского в Москве, потому что Достоевский воспринимается однозначно как питерский нами автор, но до 14 лет он родился и прожил в Москве и проводил часто время в Подмосковье, да и, конечно, сформировался до 14 лет вот в этой среде, да, и когда потом он нам Григорьевну привозил в Москву, да, и вот это московский бэкграунд его чувствовался. Это вообще Федор Михайлович у нас такой мостик между Москвой и Питером, потому что там и хвосты в произведениях и прочее. Да? Ну, когда мы просто об этом говорим вот в литературоведческом ключе, это один момент. Когда мы людей подводим к этому через вроде бы вот такие простые вещи, эмоционально их погружаем вот в эту эпоху, оказывается, что эти люди, вот они, близкие нам, они... И перед нами стоит пирог 1830 года, который маленький Феденька есть. Происходит эффект, который замечательно показан в мультфильме «Рататуй». Помните, там этот злобный критик, этот кулинарный, да, пробует этот самый рататуй, и внезапно что с ним происходит? Он переносится во времена своего детства, да, и это такая машина времени на самом деле. Вот создавать такие машины времени в библиотеках – это чрезвычайно любопытная задачка, которая на самом деле вполне решаема. И, это вот и есть такой постмодерн. Мы изрядно провели время, на самом деле, пришла целая куча людей. Под конец приехал замечательный дядька, который привез самодельный сидр и какую-то там засоленную рыбу красную, ферментированную, под свеклой. В общем. Это я немножко отвлекся. Давайте посмотрим, почему эти символические ресурсы, да, в основах которых лежат информационные, как мы уже убедились, критически важны и для развития территории, и как мы можем показывать важность того что у нас есть, чем мы обладаем. Да? Вот мы сидим на чистом золоте, мы говорим, у нас чистое золото. Слушайте, идите вы с вашим чистым золотом. Вот у нас насущные задачи и прочее. Значит, первое, конечно, речь идет о том, что вот это нематериальное наследие должно соединяться с материальным каким-то образом. Да? Каким мы посмотрим сейчас, чуть дальше. Второе, мы, собственно, из этого можем извлекать вполне себе современные смыслы, понятные и бизнесу, и власти, там, и другим аудиториям. Собственно, часть у нас, наших коллег идут по этому пути. Мы это в ряде проектов, которые показаны на нашем замечательном семинаре, видели. Да? Но как бы линейку этих смыслов можно расширить и нужно. Вот. И третье, вот то, о чем я все время говорю, про эмоции и переживания, которые потом переходят в долговременные впечатления. Да? Вот впечатление, оно чем отличается? Мы не просто там чем-то впечатлились и ушли такие, да? А это то, что у нас там переходит в долговременные конструкции и с нами остается. И то, что нас заставляет, например, вернуться в библиотеку, в какое-то место, да? То, что у нас создает связь с каким-то местом. Вот у вас же у всех есть, наверное, какие-то любимые места, да? В городе, там, в селе. Часть из этих мест, наверное, у кого-то связана с историей, да? Безусловно, с какими-то фактами. И мы понимаем, что это не только любимое место с точки зрения такой, бытовой, эмоциональной, но еще за этим есть такой вот этот самый шлейф.
гипертекст. А что у нас здесь вот этот замечательный бородатый дяденька делает? Кто это? Кулибин, точно. Вот, а какие... А? Да, вчера было, но тот, кто вчера слышал, значит, молчим. Какие современные смыслы можно из Кулибина извлечь? А? Ну, учился, двигался. Ну да, нет, на самом деле, вот это вот, значит, то, что преодолевал косность, среда у нас бывает вообще костная вокруг нас, бывает, да? И вообще первый нам урок и современный смысл – это про искусство преодоления. Мы очень часто склеиваем ласты, и бывает, там, где нужно вообще еще немножко постараться, и произойдут вроде как бы неожиданно замечательные вещи, да? Вот. Да. Вот это очень важно иногда. Даже когда, собственно, вроде бы стена и невозможно пробить, подумать об обходных каких-то маневрах и собственно, вот это пережить, да? Может быть, какое-то моральное опустошение и прочее. Вот. Это первый сюжет. Изобретательство у нас. Абсолютно, да? Современная идея, конечно, современная. Вот я вчера об этом говорил и сегодня повторю, что на самом деле, конечно, у нас в обществе этого не хватает, да? Не хватает, собственно говоря, технологии работы с этим, хотя они есть, тот же ТРИС, там всякие там штуковины от, собственно говоря, последователей Георгия Петровича Щедровицкого, в смысле АДИ там и прочих вещей любопытных. Очень важно, что еще, собственно говоря, вокруг нас существует масса живого наследия, да, которое живет в таких живых формах. Вот я тут позавчера меня не, позавчера вечером, когда у нас семинар шел, вышел, а там, ну, видимо, какой-то детский клуб шел, сидело два дяденьки, ждало детей, ну и какие-то дети бегали, да. Я смотрю, они разговаривают на чувашском языке, между собой на русский переходя, то есть такие билингвы такие нормальные, да. И видно, что вообще язык-то, вот он здесь и сейчас, он живой, он это самое, и в этом смысле это, конечно, живое наследие, да, когда оно не вымученное и не это самое. Но это вот мы все про ресурсы говорим, на самом деле это целый карьер возможностей, да. Ну, вы мне можете сказать, ну, мы знаем, да, что у нас целый карьер возможностей. У нас есть, не знаю, там, фонды, базы данных, да, фактологические базы, такие-сякие, да, мы сборники выпускаем, там масса материалов. Вообще вот тут встает вопрос проблемы выбора и проблемы этого самого производства. Какие мы ресурсы добываем, для чего и в каких целях используем. Да? И на самом деле это тоже можно сравнить вполне себе с производством. Есть такой замечательный Грегори Эшвард, он шотландец, который живет в Гронингене в университете. Мне повезло, я там стажировался, с ним встречался. И он такой классик, у него работы про это, как из наследия, собственно, получать современные продукты и в каких целях на самом деле. Только одна из его статей, там, к сожалению, на русский переведена, но, в общем, они вполне себе доступны в сети. А что у нас происходит? Ага. Ну, смотрите, какая история. Вообще, для того, чтобы любой продукт создать, надо человека, я вот уже на это заходил, да, не просто у него вызвать эмоции, а создать ему такую эмоциональную матрицу. Вот у каждого из нас есть своя эмоциональная матрица, в которой мы живем. Да? И почему нам так интересны, собственно, сюжеты, связанные с другими людьми, когда это не просто сухое изложение фактов, там, как про Кулибина, да, там, то-то, 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 а когда нам рассказывают вот какие-то истории, связанные с его жизнью, с историей, вот как он там преодолевал, не знаю, косность, как он там вставал и падал, да,
как у него как его воспринимали вообще и отвергали. Да? Это все вот вызывает эти самые эмоции, но это еще работает как такая машина времени. Эти матрицы создаются с помощью звуков, с помощью, собственно, искусства рассказывания историй, да, которое у нас называется модным словом сторителлинг. Вот. Ну, не обязательно использовать весь арсенал сразу, там, звук, цвет, не знаю, это самое. Можно это делать очень простыми, в общем, средствами. Да. Ну, у нас это называется скучным словом там, интерактивные программы, да, с элементами театрализации. На самом деле, опять же, вот большинство этих интерактивных программ, они такие немножко неживые, на самом деле. Они нас не переносят, потому что люди не проживают и не живут в этом времени. Но заходы на это очень часто есть. Вот в Ядрине мы с теми коллегами, которые вчера ездили, видели там попытку воссоздания таких чайных вечеров, да, в библиотеке в купеческом стиле. Вот ровно это тоже заход как бы на это, да, в антураже этих книжных шкафов. Правда, книг-то не осталось, да. Но, собственно говоря, когда ты эту работу делаешь, очень важно доходить до мелочей, и чтобы человек, который это делает, собственно говоря, он в это время погружался. Ну, вот про эмоциональные матрицы есть еще замечательный сюжет в книге Андрея Зорина, такого историка повседневности XIX века, который преподает в Шанинке и очень крупный специалист по истории повседневности XIX века. У него книга называется «Появление героя», и она про что? Она объясняет, как бы воссоздает матрицы тех людей, которые жили в XIX веке, и объясняет, почему человек поступал так, а не как иначе. Да? И он пишет, откуда эти матрицы появлялись. А появлялись они из книг, из театра, да, моделей, которые театр давал, из моделей повседневного общения. Да. Но почему там Пушкин стрелялся с Дантесом, да, вот он его обязан был вызвать, да, или почему там произошла дуэль Мартынова и Лермонтова. Вот об этом там Андрей Зорин пишет, но не об этих фактах, он пишет о других фактах. Он рассматривает эти матрицы на примере судьбы одного из рода Тургеневых, Андрея Тургенева, по дневникам. И вот четко совершенно воссоздает. Да? Ну, мы можем к этому материалу отнестись как к чему-то любопытному историческому исследованию, а можем вообще подумать о том, как эти штуки работают. Да? И о том, как мы можем вообще погружать людей в эти матрицы. Вот здесь перед вами на самом деле сидит купец первой гильдии Чуприков из музейной фабрики пастилы. Да, и это воссозданное музейное пространство. Вот. И это не нанятый актер, а человек, который всю жизнь был военным, подполковником ушел на пенсию и пришел. Ну, куда обычно у нас подполковники идут? В охрану работать. Вот он пришел на музейную фабрику наниматься охранником. Вот. А ему говорят, собственно говоря, а не хочешь ли ты, добрый человек, вообще побыть купцом первой гильдии? А он такой, в общем, у него задавленное было актерское. Он там на баяне играл, в свое время там в самодеятельности состоял, военный. Но это все такие были игры, он никогда это серьезно как занятие не рассматривал. Значит, он почесал затылок, через какое-то время пришел, говорит, я согласен, а что для этого нужно? И вот они ему стали рассказывать, собственно говоря, как купцы жили, чем занимались, коломенские купцы. Вот как был этот мир устроен и прочее. Когда он пришел, конечно, он был без бороды и прочее. Да, вот он отрастил бороду, погрузился в этот мир, и сейчас он на самом деле так вжился в образ, что он и дома себя ведет, ровно как купец первой гильдии. Вот, но там таких штук много. Там в Коломне работают не только вот с таким вот интерактивом и живыми персонажами, там они очень разными средствами, запахом, вкусом, там театр тени, тебя погружают в определенную эпоху, программы меняются.
Но все они на самом деле основаны на литературном материале. Да? Все программы, вот, которые делают коломенцы, на очень внимательном и таком исследовательском отношении к тем ресурсам, которые есть, да, и в основе вообще всего, что делается, большая исследовательская кропотливая работа по выявлению этих символов, по работе с этими символами, а не придумывание. Вот очень часто у наших коллег, особенно там из других сфер, да, там, ну вот у клубников в частности, они говорят, да что там это, даже у музейщиков. Вот у меня был любопытный диалог с директором музея платка и шали, мы там с ним не один проект сделали, вроде бы, Владимир Федорович Шишинин, такой коллекционер, еще торгует на Измайловском рынке, ну, подвижник, потому что он на Измайловском рынке покупает, и все это потом в экспозицию идет, еще куда-то. Я говорю, слушай, нам надо разобраться с Павлово-Посадской кухней, потому что ну, она никакая, может найти что-нибудь этакое. Слушай, говорит, это сложно искать, давай, говорит, придумаем. Ну, возьмем там, как, не знаю, у Гелеровского это было. Слушай, говорю, ну, вообще Гелеровский, да, Владимир, это у нас про другое, да, это у нас про Москву. А вот, давай-ка покопаем вообще местный материал, да, тем более был какой-никакой там текст и прочее. Я что все время про Павловский Посад говорю, я там прожил просто 9 лет, вот сейчас в Коломну переехал, у меня такая жизнь, в общем, между провинцией и столицей. Я и там, и сям существую. И пытаюсь тоже вот на разные типы ресурсов опираться. Вот. Но в результате это что происходит, если происходит придумывание? Да? Ну, а что вот здесь за образ? Я вчера уже про это говорил. Ну, был напиток такой инвайт, мы помним, да? Отличается ли он от апельсинового сока? Ну, отличается, да. Сейчас мы это понимаем, да? Вот тогда не понимали. Вот библиотекари все понимают про апельсиновый сок, но не всегда эту мысль про апельсиновый сок, да, ну не про апельсиновый сок, а про важность настоящего, да, могут донести до кого? До коллег, да? До смежников. Ну вот, собственно говоря, очень важный тезис, который я в свое время, за который очень благодарен Дмитрию Федоровичу Полозневу. У него в одном из его публичных выступлений был хороший тезис про то, что наследие – это доверие. Да? Он там нам демонстрировал, производил немудрящий опыт, заставлял нас вытащить свои бумажники и показать, чего у нас в них. Да? Мы вытаскивали купюры, обнаруживали, что там чего изображено на купюрах. Ну, у кого что, но в целом что их объединяет? Портретов там у нас сейчас нету, кстати, практически. Города, да. А города какие? Символы городов, причем, ну, такие, как правило, большей частью связанные с наследием. Да? Ну, или очень часто. Не все, конечно, но вот. И, собственно говоря, после этого там он спрашивал, а что они там делают-то, почему они, да? Ну, ответ был простой, что на самом деле это история про доверие. Да? Вот мы, собственно говоря, то, что лежит у нас там внутри спрятано в наших фондах, в базах данных, в других вещах, это про доверие история. Да? Про то, что может порождать вот эти самые связи, коммуникации, и на основе чего могут проекты выстраиваться. Потому что и сама библиотека, она доверие вызывает до сих пор, да? Слава Богу, как институция. Вот благодаря этому, например, мы там активно очень многие вещи делаем на партнерстве, потому что библиотеки доверяют, да? Мне доверяют. Я стараюсь это не растратить. Не всегда получается, но, в общем, пытаюсь это дело сделать. А здесь два других сюжета тоже. Я сегодня про эти проекты обещал там части аудитории рассказать более подробно. Ну вот, опять же, значит, у нас справа два вымороченных больших праздника, которые делаются в Павловском Посаде. Там сделали такой новодел, Княжий двор называется. Вроде бы есть какие-то упоминания, что значит, у там, сыновей Дмитрия Донского были какие-то вотчины в округе. И село называется Большие дворы. И
притянули за уши и, собственно говоря, вот сделали там княжий двор такой. Вот музей, и сам музей высосан из пальца. И вот он сейчас, там пытаются делать такие тоже высосанные из пальца всякие программы, делают праздник холодца, да? Значит, раскрутить не получается. В прошлом году сделали самый большой холодец в России, занесли его в книгу рекордов Гиннесса. Народ все равно не приехал на этот самый... Ну, по телевидению показали, конечно, там это... Смотри, это холодец сделали. Значит, праздник яйца вот еще есть, яйцефест. Тоже не выходит и не растет. Почему никак не удается вообще эти проекты раскрутить, как вы думаете? Только потому, что они плохо придуманы или еще что-то есть? А? Абсолютно, да? И казалось бы, на поверхности, но там есть проблема доверия как раз, да, вот это очень часто бывает для малых городов такая штука, да, и этот сюжет, наверное, важен. В пространстве большого города, регионального города, если ты с кем-то, ну, поругался, либо там у вас какие-то, извините за выражение, терки возникли, вы можете разбежаться и достаточно долго не общаться. В пространстве малого города это приводит обычно к катастрофе, когда, как поссорился Иван Иванович, да, с Иваном Никифоровичем. Это все на долгие годы, потом дает эффекты, когда люди не работают. Вот там такая же история. Значит, не очень хорошо музей работает платка и шали с фабрикой, потому что фабрика в свое время попыталась коллекцию у Шишенина отжать просто нахально, да, они такие ребята. Зачем было нужно, не знаю, но попытались. Значит, город не сильно контактирует с фабрикой, потому что... Ну, как к этому можно отнестись? К этому нужно отнестись вообще к проблеме, которую можно и нужно решать с помощью как раз краеведческих проектов, да, которые про среду, про город, и где, собственно, очень разные институции могут объединиться. Если для этого ресурсы есть, и они есть разные, да, есть ресурсы, связанные с, собственно, самими платками, да, но есть и другие типы символических ресурсов. Вот я про цветы говорил. Цветы – замечательный ресурс, как ни странно, у города. Потому что цветы на платках, флоксы, которые вывел академик Марков, который в Посаде разбил сад непрерывного цветения в 1937 году. Он вернул в Россию концепцию, которая использовалась в усадебном садоводстве, да? Но он ее сделал советской. Он собрал растения от Дальнего Востока до Петрозаводска. Может ли это иметь какое-то отношение вообще-то к... Нет, из этого можно сделать бренд, да, но их надо... Вообще бренды городские, да, единые, это штука вредная. Вот я когда вижу всякие там, значит, Рязань, душа России, вот они сейчас сделали, потом что еще? Череповец – это горячее сердце русского севера и прочее. Вот просто хватаюсь за пистолет со страшной силой. А вот локальные исторические бренды, которые растут из краеведческого материала, которые используются, на основе которых выстраиваются проекты, да, связанные с развитием. И еще как культурно-символические ресурсы работают. Вот мы про доверие говорили, ну, крутится вопрос, практика, деньги там и прочие вещи. На самом деле культурно-символические ресурсы – это отличная основа для того, чтобы привлекать другие типы ресурсов. Материальные, финансовые и прочее. Ну, мы все на самом деле один тип ресурсов постоянно используем, это, как правило, даты. Да? Вся страна живет в режиме компанейщины. Вот дата – это тоже символический ресурс, который мы понимаем, что, значит, как там, запостил было, не запостил не было. Если дата пошла, значит, соответственно, надо успеть, пока соответственно, это дело не прошло. Вообще, вот мы здесь на очень важную тему выходим на такой патриотизм жизни, когда, собственно, человек становится, он может быть в разных позициях. Это может быть краевед, может быть библиотекарь, может быть культурный проектировщик. Он начинает разрабатывать вообще-то позитивные сценарии для местных сообществ, начинает проекты делать. И вот то, что мы у себя имеем,
это отличная, чудесная база для того, чтобы такие проекты делать. Я эту мысль уже высказывал, не стесняюсь ее повторить. Да? Но для этого нам надо добыть вот эти скрытые, соответственно, смыслы. Да? У нас есть простое предметное значение, простой фактологический ряд, а есть скрытый смысл, который мы должны извлечь из этой истории. Да? Есть упоминание, ну просто, например, описание жизни человека, который, не знаю, 17-томный словарь сделал для чувашского языка, ну и сделал, да? И это такой, ну, фактологический ряд. А можно к этому отнестись как к чему? Как к жизненному подвигу, как к такому культурному герою, благодаря которому, соответственно, целый язык спасся, да? А на самом деле ведь ситуация такая, очень сложная. Мы видим, что не так давно в недалекой отсюда Удмуртии, да, человек себя поджег вообще, да, за сохранение языка, вроде как бы, да. Ну, по его мнению, исчез язык. Очень много народов утратило, да. А вот с чувашским языком все в порядке, ровно потому, что есть такие люди, да, культурные герои. Просто мы к ним так не относимся на самом деле. Вот сначала мы должны добыть эти символические ресурсы, потом их правильно упаковать, а потом понять, что с ними делать. Да? Из каких-то из них получаются вполне себе коммерческие проекты, из каких-то, собственно говоря, выходят замечательные ресурсы для проектов социальных. Да? Вот. Но это пример того, как мои коллеги там поработали с рядком ресурсов в Коломне. Это далеко не полный ряд. Да? Мы видим, что вообще, если мы говорим про героя, то героем может оказаться и не человек вовсе. Да? Героем может быть место, технология, героем может быть некоторая локация, сад и прочее, прочее. Вот. Ну, там про все надо рассказывать. Про то, что Даровое находится рядом с Коломной, не сильно далеко, там в Зарайске Федор Михайлович проезжал через Коломну и вообще любил коломенскую пастилу потом всю жизнь. Вообще, что Иван Ложечников вообще родился в Коломне. Кстати говоря, вот любопытная история с Иваном Ложечниковым. А какие смыслы мы из его жизни и творчества можем добыть? Коломенская верста — это тоже один из, да, там верста там и прочие вещи, да. Трамвай, у них там патефон, у них там этот ряд до бесконечности, причем с каждым из них там выстроены свои технологии работы. Да, но у него есть там черненькие, серенькие, беленькие, там, про Коломну, еще чего-то. Но вообще, да, не только про Коломну, вообще какой сюжет мы из его творчества можем извлечь и из его жизни, из его биографии. Вот даю вам подсказку, его называли русским Вальтером Скоттом. Почему? Исторические романы, приключенческие романы. Он первый вообще-то русскую историю поднял до мифологического уровня, до уровня равному европейским. До этого дворяне там чего считали, что свое, это все ерунда. Вот Ложечников, да, Александр Сергеевич Пушкин частью своих произведений, да, которые там про русскую историю решили очень важную задачу. Они приподняли локальное до уровня глобального. Да? Вообще вот показывать свое локальное как проекты такого глобального уровня, это очень важная задача для проектировщика. Но вот это все должно быть посажено на что? На индустрии, на проекты и прочее. Это просто пока сырой материал. Да, вот мы его добыли, ну, Ложечников, да, ну там коломенский калач был, да, ну, не знаю, пастила, не знаю. Вот Венечка Ерофеев тоже вполне себе, как ни странно, коломенский герой. Да, он там последний раз пытался получить высшее образование. И есть магазин «Огонек», где он работал в винном отделе грузчиком. Значит, но потом оказывается, что из этого можно создавать целую индустрию, да? Что можно, оказывается, воссоздать пастилу
и из этого сделать производство историческое, на этой основе воссоздать музеи и прочее, что можно воссоздать технологию коломенского калача, собственно, и это будет история про вкус, да, а можно поработать с Венечкой Ерофеевым и выкупить коммунальную квартиру наверху и сделать арт-коммуналку, такой проект про советское наше прошлое и одновременно арт-резиденцию, да, и литературную, и такую и сякую. На самом деле тема вот библиотечной резиденции, где люди приезжают за творчеством, она еще, я думаю, ждет своего воплощения, потому что если у библиотеки есть вот этот местный ресурс, то удаленность оказывается благом, да, когда человек приезжает, там запирается и что-то пишет, например. Это вполне себе... То есть из этого можно разные вещи создавать. Вот. Но, как правило, как выглядит технология, когда мы с этими ресурсами работаем? Да? Вот мы, например, когда начинаем свою работу, мы начинаем с так называемой ромашки смыслов, системы семантических связей, которая, собственно говоря, нас тот или иной образ персонажа. Кстати, там вот Короленко, да, нас отсылают к другим связанным с ним образом. Да. Вот это, на самом деле, я покажу проектную разработку, собственно, участницы курсов по менеджменту культурного наследия, которые мы делали на базе Московского педагогического государственного университета. И это история про Короленко. Не просто про Короленко, а про Короленко в Нижнем, где, собственно говоря, он посидел в Остроге. Это первоначальная так называемая ромашка смыслов, которую мы выстроили вокруг фигуры Короленко. Как правило, это, собственно говоря, деятельность такая коллективная. Для чего это нужно? На самом деле на одной из этих растяжек потом появляется проектная идея. Вот эти ромашки смыслов нужны для порождения идей, для проекта, для краеведческих. Какие-то вопросы, может быть, есть, а то я что-то это самое. Точно? Но, вы знаете, у нас, а вот там в серединке что стоит под Короленко? Дата, да? То есть вообще, соответственно, скоро близится 100 лет со дня его смерти. Безусловно, это дата, к которой будут организовываться всякие события. Если мы посмотрим, оказывается, что толком нету музея в России, да? Музей есть в Украине нынешний, Владимира Галактионовича. Но мы эту ромашку скорректировали. Скорректировали очень серьезно, исходя из позиции, что эта история не про Короленко, а про Короленко в Нижнем. А вот какую историю можно извлечь из, собственно говоря, из пребывания Короленко в Нижнем? Сюжет очень любопытный. Короленко приехал туда фактически каторжником, да, а уехал оттуда известным на всю страну политическим деятелем. Что-то какие-то вопросы есть? Нет? Вот, ну, эту вот ромашку разрабатывала одна из коллег. Ну, вообще в связи с чем этот проект появился, да, и этот вопрос, да? Собственно, в Нижнем есть острог, да, тюремный, который не используется сейчас. Вот, он стоит на окраине старого города. Принадлежит он Федеральному агентству по памятникам, и они не знают, чего с ним толком сделать. Да? На него сейчас претендует Русская Православная Церковь, как обычно у нас, потому что там часть из этого, ну, естественно, во всех острогах церковь располагалась. Но вообще встает вопрос, а что с ним делать? Собственность федеральная, городу она никак не... Значит, фигура Короленко никак в городском пространстве не отражена. Да? Собственно, его наследие толком не используется. Но как из этого наследия вообще извлечь современные смыслы? Вот мы стали думать вообще. Оказался очень любопытный сюжет. Вообще Короленко приезжает в Нижний как бывший каторжник, абсолютно человеком без репутации, а уезжает оттуда известным правозащитником на всю страну и таким, собственно говоря,
человеком, которого знает вся страна. Почему это происходит? Потому что он начинает помогать и работает с очень разными группами людей, которым хуже, чем ему. Начинает помогать каторжникам, начинает работать с проблемой там брошенных детей, с тем, с этим. Вообще эти сюжеты могут быть, соотноситься как-то с нынешней реальностью. А каким образом? Ну и вообще, в общем, сейчас масса такой гражданской активности, но она почему-то не всегда направлена там на конкретных людей, она выплескивается в разные формы, да? А вообще начать помогать тем людям, которые нуждаются в этом, и делать это, собственно, по технологии, по которым делал Короленко, вот сюжеты из... Да. Это чрезвычайно важная задача. Давайте-ка мы здесь прервемся и попробуем это дело отрефлексировать. Да, Надежда Михайловна? Потому что я чувствую, я начинаю вас терять. Да. Да. Вот. Я восхищена вот этой ромашкой смыслов. Вы нам показали, Кулибина мы нашли только 2. Есть какие-то приемы, которые вот так позволяют раскрутить, да, ту или иную идею. На самом деле, вот эту мы по Кулибину очень вскользь прошлись. Да? Вот тут очень важно как раз окунуться в этот самый фактологический материал, покопать его поглубже. Да? Вот смотрите, какая история. Я тут специально к нашему сегодняшнему заседанию, но уже там не доберусь до рюкзака, взял календарь памятных дат Чувашии. Да? Думаю, сейчас я кого-то возьму, и мы его распакуем подробно. Так вот, тот фактологический материал, который там дан по людям, он не дает возможности погрузиться и эту работу сделать. Да? Вот это чисто, собственно говоря, задачка такая для собственно, библиотечных краеведов, дать эту глубину, потому что ее нету у проектировщика. Вот это очень правильный вопрос. Да? Ну что, ну Кулибин. На самом деле, чтобы поработать с Кулибиным, нам чего нужно сделать? Нам надо сделать Кулибина в Нижнем, нам надо покопать фактологический материал, и тогда у нас эта ромашка смысла выстроится, и именно про Кулибина в Нижнем. Кстати, вот то, что я вам показываю про Короленко как каторжника, да, и это такой результат промежуточной работы, потому что, к сожалению, я не нашел окончательной ромашки. Там ромашка выглядела по-другому, потому что она выглядела про Короленко именно в Нижнем. Да? Вот этот местную фабулу, да, чрезвычайно важно давать, иначе этот герой, он будет висеть в воздухе как бы. Да? Понимаете, потому что Кулибин, он же не в Нижнем родился, но вообще-то творил-то он где? В Петербурге, да? И тут вот мы получаем это дребезжание. Когда мы его сажаем на Нижний и начинаем факты эти копать, да? С помощью краеведческого материала, у нас эта ромашка выстраивается, и потом на одной из этих растяжек у нас может появиться и выскочить продуктивная проектная идея. Эта ромашка нужна не как абстрактное упражнение, а для того, чтобы, собственно говоря, вот эту идею вычленить, да, и связать ее с какой-то проблемой. Но сейчас чуть об этом дальше. Да, это такая непростая технология. Тут вот еще одна вещь нам поможет, да, из классика уже работы с наследием Рустама Рахматуллина, который возглавляет Архнадзор московский, да, который активно защищает культурное наследие Москвы. И он же, собственно говоря, автор таких исследований про метафизику Москвы как города. Да, вместе с Андреем Балдиным, к сожалению, ныне покойным, да, с которым я имел счастье делать лекции. Ну, не я с ним делал лекции, он делал лекции для фонда Пушкинского библиотека, который я организовывал. Это, конечно, был блеск и феерия, но вот, собственно, Рустам вводит две очень важные такие, два сюжета. Первый — местная фабула, которую нужно выделить. Да? Вот у нас там
речь шла про титульных деятелей, да, тоже в одной из частей. Титульными деятелями, но очень важна еще тема места, которое явлено в событиях большой истории, да, и которую иногда надо вытащить. Да. Иногда тем бывает несколько. Да, и вторая, третья тема не менее важна, чем первая. Ну, не знаю, вот я родом из Волгограда. Первая тема, которая явлена в событиях большой истории, это что? Это, конечно, Сталинградская битва. На самом деле там по Сталинградской битве есть не менее важные темы такие, главные для региона. Да? Ну, например, там точка пересечения разных цивилизаций, контакты их, которые нужно вытащить. Вот. И очень важно, что на самом деле там появляются, значит, у нас еще и личные локальные истории, в которых эта тема отражена. Вот мы вчера были с вами в Ядрине. Какая там ключевая тема, как вы думаете? С кем она связана? А? Да, Таланцевы там прямо на поверхности. Братья Таланцевы – это меценаты, это купцы, которые город обустроили. Но это про что тема? Вот как она может быть интерпретирована в целях развития города? А? Ну, меценаты, это что? Это значит, мы должны найти богатых людей, чтобы они дали на Ядрин? Благотворительность. А? Благотворительность. Но вообще мы понимаем, что ядринцы – это люди не сильно богатые, да? Хотя благотворительностью могут заниматься и не сильно богатые. Патриоты, братья, конечно, патриоты. Таких братьев в каждой территории. Есть люди, которые вот своими такими замечательными делами ее и, в общем-то, двигали. То есть это вообще люди, которые территорию обустраивали, да? И, в общем, конечно, у них были для этого капиталы, но мы массу сюжетов знаем современных, когда этим занимаются люди не сильно богатые обустройством территории. И наоборот, богатые люди там складывают пожитки и уезжают куда? В далекие места, там пожить куда-то, да? к теплым морям, да? и прочее. Вообще это вот история про местный патриотизм, про обустройство территории своими силами, братья Таланцевы. Вот вам, собственно, смысл, который мы сейчас лихо вытащили. Да? Там, будь у нас люди из Ядрина, мы бы, наверное, с ними сейчас выстроили лихо эту ромашку. Андрей Викторович, можно я Да. вот в этой части, пока мы дальше не пошли? Вот меня смутил Кулибин и смутил вот этот купец, который там чай там, да, сидит, в общем, вошел в этот образ. У нас в календаре должна быть дата, ну, в общем, столько-то лет обществу изобретателей и рационализатора. Я вот ее крутила, вертела. Мне и, в общем-то, есть какие-то фамилии, и где-то там они у нас 12 городов, 22 района, они там где-то проживают. Как-то они тоже этими своими изобретениями там пользу принесли. И вот Кулибин, вот уже есть такая веточка, да, и я могу уже с нашими коллегами как-то вот это дело развить и поискать вот этих вот действительно двигателей прогресса, местных Кулибиных. То есть Кулибин поможет нам выйти вот на эту вот совершенно нам непонятную темную, то есть мы очень мало про это знаем. Второе, да. вот где-то вот там чай, там этот купец, а у нас было, когда 200 лет Путятину, то я проводила семинары, я их как-то вот пыталась погрузить во все это и сказала о том, что в Хеда, где они строили шхуну, до сих пор каждый год японцы ходят, такое шествие, и очередной японец получает право быть Путятиной, ему там через плечо ленту. Отличный и вот персонаж. они идут, и говорю, и вы, пожалуйста, вы же можете сделать выездное, а это Фокино, это закрытое военное образование, рядом остров имени Путятина. Вы можете сделать впервые в жизни, первые вообще у нас в крае, выехать с таким праздником, и у вас есть военные, у вас есть партнеры, и пусть один будет Путятиным с лентой, а второй будет купцом Старцевым, потому что он там жил на этом острове. И вы знаете, жители там, это был просто праздник жителей, и они все сказали, мы такого даже не могли себе представить. И с тех пор каждый год там ходит Путятин со Старцевым. Нина Семеновна, отличная история. Но вот еще очень важная тема, что на самом деле у них купец Чуприков это не просто такой элемент какого-то символического действия, да, а это элемент вообще реальной экономики. То есть это музейная фабрика, куда продаются билеты, где человек может посмотреть, как делалась пастила, и, собственно, люди на этом деньги зарабатывают. Да. Вот тут очень важно, как мы там этого Путятина используем
в каких целях. Там, хорошо, конечно, когда это есть образ, который простраивает местное сообщество. Это хорошо, но вообще можно пойти дальше. Да? Можно посмотреть, а вообще, что Путятин открыл. У нас очень часто, соответственно, наши всякие военно-морские начальники еще многие там открывали. Прочее. Это прямые контакты с кем? С Русским географическим обществом. Да? Собственно, посмотреть, как мы людей приезжих можем погружать вот в эту обстановку, связанную с русским военно-морским флотом XIX века, а в Приморье вообще много чего есть, чего от этого времени осталось, там, с русского начиная и прочих вещей. И вообще, честно сказать, у Минобороны там есть управление культуры, у которых есть средства на эти вещи, это прямой контакт вот для партнерства и выстраивания сюжетов с ними. А в отношении изобретателей вот какая штука. Мы все про людей говорим. На самом деле я подчеркну эту мысль. Героем вот, и центром этой ромашки. Кстати, автор методики Дмитрий Борисович Чуйнос, об этом стоит упомянуть, да, на нашем совместном семинаре на глазах изумленной публики он это все и придумал. Значит, соответственно, история такая, что героем может быть, например, прибор, который изобрели яркий, интересный, да, там, потому что любой сюжет, да, вот я вспоминаю там, не знаю, музейные проекты, там речь шла там, например, в одном про ставропольского мамонта. Вот они мамонта выбрали главным героем, и вокруг него там все навертели, да. Оказывается, они там жили когда-то на юге нашей страны, слоны и мамонты. И это такой любопытный сюжет, который сразу, в общем, у людей вызывает эмоции, из которого тоже такую ромашку можно отстроить. Поэтому надо покопаться вообще в местных изобретателях, понять, что они понапридумывали, да, потому что вот какой-то уникальный прибор вполне себе может быть. Да, из него там вот у вас вырастут многие вещи. Вот мы с «Ромашкой смыслов» работали как-то, у нас была секция по цифровому краеведению, как ни странно, в рамках Среднерусского экономического форума. Там все это делали под туризм, значит, под раскрутку всяких туристических схем для Курска. Удивительно было, что музейщиков и библиотекарей позвали только во второй части. Делали молодежники. Спохватились ровно, когда там начали работать, и через час-два выяснилось, что нету фактуры просто. И там был сюжет, связанный с такой слободой Курской, да, где, собственно, вот и город возник, и где селились там вольные люди и прочие вещи происходили. В процессе проектирования выяснилось, что вообще главный герой это там не слобода, там не какие-то там персонажи церковные, да, там, которые, а колодец на самом деле, который в центре находится, он святой. Мы там лихо придумывали сделать из этого колодца еще информационный объект, подмонтировать в него дополнительную реальность, всякие медийные штучки, чтобы колодец вообще говорящий был. А колодец святой, там его местный святой старец какой-то, вот он голосом этого старца, чтобы рассказывал всякие истории. Андрей. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. В качестве примера вот сейчас услышала слово «колодец», и мы из маленького района Селивановского Владимирской области, и на нашей территории тоже есть святой колодец Ульянии Лазаревской. И мы раскрутились, ну хотя бы, по крайней мере, в качестве информации, да, чтобы люди знали. И историю, видеоролик снимали о том, что шли от колодца, уходили в Муром, потому что как бы оттуда все это дело идет, да, на Ульяния Лазаревская, Муромская, и затем о том, что ее потомки ушли после эмиграции в Париж и в Санта-Фе в Америку. То есть вот такую маленькую историю мы рассказываем нашим и посетителям, слушателям, то есть вот такую крохотную историю рассказывает наш колодец, наш маленький родничок, и мы уходим по всей стране и по всему миру уходим. И возвращаемся А как он назад. у вас рассказывает, какими средствами? А какими средствами? Мы, в принципе, сняли своими крохотными силами небольшой как бы видеоролик, и мы включаем туда и рассказы
как сказать, экскурсоводов из Мурома, то есть нашли тоже какие-то отрывочки, да, и сама вот я начитывала текст, и мы показываем на наших мероприятиях, и на нашем сайте мы попытались сделать такое виртуальное краеведческое бюро путешествий, край наш Селивановский, потому что мы всячески говорим, но есть интересные места, чтобы люди знали, и кто-то, может быть, захочет потом к нам приехать и посмотреть, потому что мы экскурсию водить как бы не можем, да, а вот таким вот образом люди увидели, посмотрели, может быть, кого-то заинтересовало и приехали. Библиотеки, да? Библиотеки, да, на нашем сайте виртуальное краеведческое бюро путешествий край наш Селивановский. А вот теперь представьте, вы делаете Это простую штуку, делаете стенд около этого колодца, да, или даже без стенда вы просто геометкой прикручиваете на платформе Артефакт там, или Easy Travel этот ролик с рассказом. И у вас готовый информационный объект, собственно говоря, вот колодец. На Easy Travel мы сейчас как раз вот, и пытаемся это сделать, чтобы еще дальше пойти. Вот, и это замечательно. Вот нам надо, понимаете, дальше идти. Вот смотрите, какой сюжет. Есть материал в библиотеке, и уже библиотека даже и ролик сняла, упаковала это в визуальную форму. Но это показывается в библиотеке. Сейчас молодцы, вот они идут дальше, но на самом деле, смотрите, какая еще история. Колодец является такой точкой входа в гипертекст. Натуральный, там в Америку ведет куда-то там. В общем, ты в этот колодец, знаете, как окно в Париж, вот натурально это все работает. Андрей, коротенький пример. Я одно время была экспертом тоже одного грантового проекта, ну таким серым кардиналом таким экспертом. И был один проект, я сейчас не вспомню, чей именно. Ребята, ничего не было, вот ничего интересного нет. Камень, найденный во враге. Вот камень, по-моему, проект назывался «Ай да камень, что за камень?». В общем, на камне фрагмент надписи. Стали копать, оказалось, что это фрагмент надгробного памятника. Нашли, поэтому раскопали, расковыряли по архивам. Да это вот тут усадьба, оказывается, была. А это вот конкретные люди. И ушли связи на людей, на место, на историю усадеб, на камни. Ну, то есть... И там фишка в том, что вы находите не только реальные связи, но и символические. Камень как образ чего-то. Вы отталкиваетесь сразу от всего. То есть пускаете в ход ассоциации. Они тоже хороши, они тоже мостики. Да, вот Надежда Михайловна очень важную мысль просто высказала на тему метафор. Потому что там вот этот скрытый смысл надо вытаскивать. Да? Если мы про сад говорим, понятно, что это, с одной стороны, реальный сад там, с яблоками сорта там, штрифель, да? А с другой стороны, вообще-то сад и это такое целая череда различных метафор. Да? Тут тебе и Эдемский сад, да? и Чеховский сад, и все, которое там да, вырублено, и прочее, прочее, прочее. То есть там вот, ну, какие метафоры мы вытащим и как они, самое главное, связаны с этим местом, да, потому что не надо тащить к себе все. В этом смысле, ну, вот сейчас мы к этому подойдем, мы имеем дело с переизбытком информации, да. Там, когда говорили про фотографии, к этому подходили, да, и говорили, ну, вот что-то с этим надо делать как-то, вообще-то, понять, как там вот из этого материала чего выбирать. Ну, много фотографий не бывает, давайте копить. Ну, накопим мы вот эти массивы. Чего с этим дальше делать? Как вообще вот из этого вытаскивать вот эти вещи? Да? И из-под груза всего этого, да? Потому что это чрезвычайно важная задача. И пока мы на эти вопросы... Ку-ку! Сейчас. Они работают? Хотел дальше пойти? Ага. Да, вот, значит, еще один сюжет про связку материального и нематериального наследия, да, который тоже у нас не сильно выходит с локализацией. Мы видели хороший ход в проекте наших новосибирских коллег «Городская сова» с локализацией, собственно говоря, и краеведческих ресурсов, да, и наследия в пространстве города через вот такой сюжет. Мы понимаем, что это можно делать через разные открытые платформы. Но смотрите, какая штука. Вообще про важность этого дела. Да? Иногда это впрямую помогает
спасти тот или иной объект. Да? Вот это у нас домик Циолковского в Рязани, да? Который готовится под снос. Во время, перед этим сносом, сбоку повесили что, градозащитники? Да. Значит, соответственно, что это в этом домике проживал Константин Эдуардович Циолковский. Значит, мы понимаем, что начинает происходить дальше. Да? Дальше, конечно, начинают у власти возникать очень серьезные проблемы, потому что поднимается общественное мнение и так далее. Да? Но это это не означает, например, что домик, который там купцу какому-то принадлежал или менее значимому деятелю, зачастую менее значим для этого самого. Пример Буровска тоже говорит нам, когда показывается, например, просто значимость, не знаю, деревянного зодчества для города информационными средствами. И это тоже задача, которую мы можем и должны решать. И это вполне тоже такая поляна, она информационная. Да? Она связана уже с маркетингом и пиаром, да, и созданием информационных инструментов. Вот, вполне, вот, мне кажется, эта задача такая интересная, например, для библиотекарей Калининграда, я ее вижу. Да? Вот у нас тут есть наш центр, наша дорогая коллега из Центра регионоведения Калининградского. Я думаю, что если бы мы подумали о каких-то совместных вещах, потому что что происходит? Масса интересного наследия там немецкого, да, модерна, чудесного, но все это безумным образом разрушается, хотя одновременно в регионе происходит развитие туризма. Можем ли мы на эти процессы повлиять, да, привлечь внимание через информационные проекты к значимости этого наследия, к значимости югенштиля с немецкого модерна для России? Можем, конечно. Мы можем показать связь там, собственно, немецкого и русского модерна, потому что все это одна школа была. Да? Вот сейчас вышла целая череда замечательных книг там, про нижегородский модерн, про московский модерн, российский. Да? Но ведь на самом деле это все, вот, в общем, одна волна такая культурная. Да? Просто Калининград в силу вот этих причин оказался... Вот, она, с одной стороны, информационная задача, с другой стороны, понятно, что привлекая внимание к этим объектам и к тому состоянию, в котором они находятся, собственно, мы решаем задачу их спасения. Да? Тут не надо даже заниматься там, активным действием, протестами. Это не наша задача, не библиотечная. Да? А вот создать продукты, которые вызовут эти эмоции, не просто книги там, про модерн, а привлекут внимание к красоте этих вещей. Да, там. Вот я совершенно был поражен вообще, собственно, тому, что там, вот, там в советской Тильзите, да? Ну и одновременно и поражен этими объектами и тем состоянием, в котором они находятся. Да? Соответственно, мы можем говорить, что это плохо, стенать, а можем придумать что-то, да, что, в общем, и это не просто сайты, ресурсы, это какие-то такие вот, в общем, истории, которые создадут эту эмоциональную связь, да, когда человек сможет пощупать, потрогать и прочее. Все решается сейчас еще и хорошо задачами, то есть средствами новых информационных технологий, вот эти связки выстраиваются. Так. Да, ну тут дальше мы выходим на что? Вообще ромашки смыслов хорошо, конечно, эти вот ходы с Путятиным, с жителями, но вообще дальше мы должны вообще задуматься, а для чего это нам? Мы это делаем просто как красивую игру, вот я тут 1,5 часа-2 с вами играми занимаюсь или про серьезные вещи говорю. На самом деле это все имеет смысл, когда у нас ромашка, вот это, извините за тавтологию смыслов, завязана еще с конкретной проблемой территории, местных сообществ и прочее. Да? И для этого, соответственно, нам нужна еще одна часть работы. И было бы у нас людей поменьше, мы бы это сделали, набросали бы, связанные с проблемной территорией. Да? Проблема это не беда и не нужда. Вот если мы говорим про то, что библиотекарям денег мало платят, это беда. Да? Значит, или наш голос не слышен, да? Или у нас нужды есть какие-то там, да, вот, ну, там, не знаю, в сельских библиотеках компьютеров не хватает.
А проблема – это то, что мешает, собственно говоря, той или иной территории развиваться нормально. Да? Вот та точка разрыва в системе между различными игроками, действующими лицами, которые важно увидеть, и на которую можно воздействовать с помощью средств краеведческих проектов, да, и эту проблему решить, используя символические ресурсы. Тут вот очень важно, на самом деле, если мы делаем не просто социальный проект, а мы берем и проблему, склеиваем с культурно-символическим ресурсом, который может выступить ключиком. Ну, например, там у нас молодежь уезжает, не развивается инженерно-техническое творчество, да, а у нас есть рядок персонажей там, замечательных приморских изобретателей. И мы берем из судьбы этих изобретателей что-то такое вытаскиваем, про людей, которые, наоборот, не уехали, а приехали. Значит, и чего-то там изобрели, и делаем такую школу имени такого-то товарища там, по технологии решения изобретательских задач. Но это я сейчас на ходу придумываю, Нет, да, Андрей, просто можно склеиваю. Да. Я сейчас тоже склею. Вот по Фокину, где вот Путятин, Старцев. Почему они это стали делать? Когда я провожу семинары и говорю, вот все ваши территории, это они уникальные, но вы очень хорошо должны вообще понимать, в чем же уникальность. И я всегда хвалила фокинцев, это же на их территории, это закрытое территориальное образование. Именно фокинцы первые в крае поставили вопрос о том, как бы нам преодолеть фактор временного проживания. Папа служит, но я ничего не знаю. Мы прожили 5 лет. Что это за Фокина? А там был Старцев, да? И вот все формы, которые они вот кинули на то, чтобы школьники хорошо эту историю знали, вот это все у них, поэтому там и делается. И я считаю, что это правильно. Несменно, спасибо. Они вдумываются в свою территорию. Вот вам пример конкретной формулировки проблемы, да, для территории. Фактор временного проживания, да? И поэтому Путятин, поэтому Жих, вот появляется ресурс, который показывает вообще, вот это временное переводит в постоянное. Да? Но вообще, конечно, есть еще одна штука, надо свое ценить для этого. Да? Вот встать в позицию, что у нас есть что-то действительно уникальное, и вообще мы тут чем-то таким владеем, что может иметь ценность там, всероссийскую и прочее. Да? Уж региональную точно совершенно. Андрей, там короткая реплика, на самом Да. деле, я скажу. Вот в этом «мы владеем» важна первая часть. Мы владеем. То есть вот это наследие надо привязать лично к себе. Не кто-то там, не страна, а вот это мы. Вот мы, которые здесь сейчас, вот это мы этим владеем. Так вы владеете, конечно. Да. У вас такая фактура, просто, ну, условно говоря, многие на ней сидят и ничего с этим серьезно не производят. Либо производят такие достаточно однотипные виды продуктов, там информационные такие. Это тоже важно делать. Это никто с нас не снимает. Но важно идти дальше. Тогда и информационные типы продуктов начнут работать, они там будут хорошо востребованы. И буклеты, и гиды, и черта лысого. Так. Ну, вот эта часть, она очень важная. Это вторая часть работы. Да? Сначала, вот, собственно, придумывается ромашка смыслов. Как правило, это групповая деятельность. Да? Но вообще, конечно, хорошо было бы попробовать, но это тогда другой тип работы. Да? Вот. Да. Да. Ну, чего, небольшое это. В этом месте талию сделаем, да? Посовещаемся. Ну, нам надо людей как-то поделить и попробовать. Какие группы, какого размера? Чтобы каждый. Вот еще в чем сложность будет, если мы поделим группы там человек по 10, кто-то уже у нас сразу убегает, услышав про группы, не сильно любят групповую деятельность. Значит, если мы разделимся на группы человек по 10, ну, сложность в чем? Надо вообще выбрать культурного героя и попробовать это дело сформулировать. Значит, очень быстро, каждые 2 ряда, чтобы вам удобно было коммуницировать, да? В каждой группе человек может своего предложить от своей территории. Не надо брать абстрактного, надо взять конкретного от какой-то территории и просто попробовать коллективно его покрутить, разработать эту Давайте систему. задание. Мы делали так. Да. Давайте задание, что нужно делать. Значит, давайте мы тогда
по 10 человек разделимся. Ну вот по два ряда удобно. По два ряда. Сядем покомпактнее. Значит, по два ряда. Не очень у нас зал, конечно, заточен под этот вид коммуникации. Что делать? Да. Так, вот у нас есть эти два ряда. Мгм. Или по ряду заточен. Ну, кто По ряду устал мы сидеть, получим, может да. и встать постоять. Посмотрите друг на друга, маленькие группы. Но кто Покомпактнее. боится, отдыхайте, Значит, но вообще давай- это да. весело. Давайте сделаем вот. Значит, здесь группа есть. Здесь группа кто будет? Давайте как-то решайте, объединяйтесь. Разворачивайтесь друг к другу. Так, готовы, Тут да? не сильно, Вы мне кажется, группа. развернешься. Давайте. Вы уселись, удобно? Давайте решайте, где вы, как вы будете. Девочки, ребята, Значит, сядьте еще раз так, чтобы формулирую вместе. задачу. Выбираем одного культурного героя и пробуем простроить вокруг Ромашку. него ромашку Понятна смыслов, задача? связанных с ним образов, ассоциаций, событий, к которым этот герой приводит. Это не обязательно может быть человек, это может быть Предмет предмет, и все, что хотите. да. Мы будем... Это может быть технология историческая. Андрей, и можно подходить к каждому, вмешиваться. Да. Сейчас Сколько... мы на это упражнение мы дадим минут 15. Все, работайте. Так, ну вот давайте здесь, коллеги, сгруппируемся. Да. Вот здесь, хорошо. Да. Значит, мы должны выбрать героя, человека ли, явление ли, технологию ли, связанные с территорией, которая ее хорошо иллюстрирует, и простроить ряд ассоциаций, связанных с ним символов, которые, собственно говоря, его определенным образом раскрывают и с которыми он связан. Ну, так, я еще раз вам покажу вот это. Смотрите, вот у нас герой, да, посмотрите еще раз вот на эту ромашку, да, как в качестве примера. Вот у нас герой Короленко, у нас, соответственно, смотрите, какие образы с этим связаны. Например, значит, дорога, каторжный тракт, да, у нас связаны с этим, собственно говоря, тюремные дети, да, мы помним, что у Короленко там дети подземелья есть. У нас связаны Польша и Украина, потому что предки Короленко с Польшей и Украиной, и он, собственно, у него польский такой бэкграунд. Значит, Горький мать, да, потому что это тоже про Острог, где Короленко сидел и так далее. Вот это пример того, как мы из Короленко там и в Остроге вытягиваем. Да. Нет, Андрея Лисицкого не надо. Надо выбрать исторического персонажа. Я пока... Да. Ну, это, конечно, чистое безобразие, да? Значит, на это у нас 15-20 минут. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Всем ли понятно, или еще раз попробую сформулировать? Ну, вот тут, да, коллеги, как для тех, кто индивидуально работает, вот все-таки очень хорошо, когда это делается коллективно, потому что это всегда более эффективно. Да. Посоветуйте. Да. А? Мы предлагаем Корнелиуса Крюса. Ну, Есть еще вариант. ну на ком-то у нас же как бы это все.
он как картограф, он как адмирал, он как... Ну, Значит, вот нам надо вытащить карты оттуда, мореплавание и прочих вещей. Попробуйте, да, отличная история. Да. Для начала общее накидать, конечно, когда им будет понятно. А потом они могут сделать индивидуально, а потом можно разобрать каждую. это чисто методика.
Раз. Коллеги, да, 5 минут хватит еще, да? Мы это делаем в таком очень пристрелочном варианте, чтобы мы просто попробовали, эмоциональную связь с инструментом остановили. Эти бодрые уже сделали. Сейчас Серьезно, да? вернется через минуту, она говорит, мы готовы докладывать. Удает. Она вообще потрясающая. Когда она говорит, что не трое отдел, 3 человека, считайте, что это она и еще 2 четвертиночки. Просто. Потрясающе. Чума абсолютно. Я просто полюбил всей душой. Она Спасибо вам. Такие люди отличные. люди потрясающие. То, что на семинаре происходит, порядок народ качественно выше, нежели чем написание. Да. То есть это я вчера это почувствовал на написании. А мы еще все это уже 20-й семинар, мы растем. Мы народ воспитываем, прошу прощения, да, но в том смысле, что примерно. И вот эта закваска из семинаристов, у нас с каждым годом, те, кто приезжал и сидел вот так, следующий год уже другой. Я сейчас очень жалею, что как-то меня раньше мысль не стукнула вообще. Мы давно про вас говорили. А я вам однажды написала, позвала на семинар и не получила ответа. А я куда-то... Нет, я понимаю. Я не видел да, даже. И я решила, а до этого, как это сказать, в каком-то смысле антиреклама, я сейчас могу сказать, было несколько выступлений, я слышала, с моей точки зрения идиотских, про новое краеведение в противовес старому, что не надо вам там, вы библиотеки занимаетесь каким-то старым книгам, а вот сейчас там будет новое, а вы там пошли, скажем, протокольную историю Николая Козлова, и кто-то сказал, что это ваша идея. И я хочу сказать, что мне в 6 давно стало, что он освещение семинарного, и что даже не реакция, а мы Раз. Еще 2-3 минуты, заканчиваем. Да. Чтобы мы никого не потеряли.
А я все, я ни разу вот не был в Выборге, я с удовольствием. Ой, да вы не были, это ой, поедем. Можно я вас поугощаю своими визитками? Можно поугощать. Я вас просто влюбилась в вашу красоту. Ваше выражение. Вчера я так только услышала, думаю, как все правильно, что же я. А вам главное, что вам есть с чем не только слушать, но и рассказывать. Мы-то про вас знаем, мы питерские про вас знаем. Нет, может быть, Нет, правда знаете. Нет, мы про вас знаем. Нет, мы не Спасибо. Не путайте. Спасибо. Ну вот, собственно, Давайте, Меня вообще вот это сейчас еще история очень интересуется с работой со сложным наследием, с присвоением чужого. Как бы, да? Я думаю, что она не только для Калининграда, она и для Выборга, я думаю, что... да, параллели Калининграда, это та же ситуация социокультурная. в территории начали вкладывать, и там какая-то реставрация происходит, и вот то, что совершенно верно, я согласна. Важно не материальное вытаскивать информационно, Правозащитниками, но мы должны создавать информационные. Это очень интересно. Наследие чужой культуры, да? это совсем рядом, это совсем самобытно. Если мы боимся, там, говорим, что ой, ребята, это не наши вообще, это страшно. Да наши, потому что наши, Это вот это хорошее слово освоение. да, Превращение в и свое. всю жизнь Россия матушка переваривала. Там. Да. И вот делать этот процесс осмысленный, да, и помогать людям. Коль скоро границы не поменяют. Да. Коллеги, я надеюсь, что вы уже на бумажках все написали. У этого процесса нет конца, поэтому смиритесь мысленно с тем, что это первая проба, да? Процесс пойдет дальше. Мы это делаем исключительно в таких методических целях, чтобы, ну, просто, да, вы немножко попробовали. Это ни в коем случае там не чтобы нам получить. Так, ну что? Андрей, первая группа? Да, Нина давайте. Семеновна. Нина Семеновна, я уверен, нас ждут сейчас. Предвкушаю просто. Да, Ольга Николаевна, да. Да, давайте. Ольга Николаевна, как представитель Брянской области, отказалась от брянского волка разрабатывать, мы взяли другое. Но это тоже не мешает над этим подумать. Есть брянский волк, тамбовский там товарищ и так далее и тому подобное. Мы взяли в качестве центрального, как сказали, гения места картину Михаила Александровича Врубеля «Пан». Он был написан на территории Брянской области, Слушайте, в Хотылёво. неожиданный выбор какой. И получается, что так как Пан жил в этих местах, его же там написали, правильно? Значит, жил он там с незапамятных времен. Я думаю, даже раньше, чем было язычество и все остальное. Хотылёво место потрясающе красивое. Это Десна, это высокий берег Десны, подвесной мост для влюбленных. Все, что хотите, очень красивое село. И у нас что получилось? Написан он был в имении Марии Клавдиевны Тенишевой, покровительницы искусств, меценатки и жены князя Тенишева, который основал в Брянске наш железоделательный завод, сейчас огромный, и сейчас это БМЗ. Сразу скажу, что тема меценатов Тенишевых, Могилевцевых разрабатывается давно. У нас есть фонд братьев Могилевцевых, с которым мы давно сотрудничаем, мы партнеры. Но Пана взять почему-то никому никогда как героя в голову не приходило. О нем как знают и знают. И мы решили, что Пан нам помогает объединить места. То есть это Брянский район Хотылёво, это Брянск, Бежица, это музей брянских меценатов, который есть и развивается. Это общественный музей бесплатный. Естественно, это вот все как бы фонд Могилевцевых. Кроме того, он нам помогает объединить исторические эпохи. Хотылёво – это знаменитейшие раскопки, начиная от среднего палеолита 60-70 тысяч лет назад. Это хотылёвские палеолитические мастерские неандертальцев. Ну и знаменитые хотылёвские Венеры, то есть это уже 20 тысяч лет тому назад. Это Древняя Русь, потому что там тоже работают экспедиции. То есть мы как бы объединяем вот эти пласты. Мы объединяем с помощью Пана разные времена, значит, это тючевские времена, это тючевское бывшее имение. То есть мы объединяем еще и Тючевскую дорогу, не Федора Ивановича Тютчева, брянских Тютчевых, других,
но и заодно, раз Татючевская дорога, приобретаем уже и вот этих. То есть мы развиваем у себя и территорию, мы привлекаем внимание к гибнущей усадьбе. Сейчас, благодаря вот развитию темы меценатства и Тенишевых, начинают восстанавливать, больше внимания уделяется парку, чем уделялось раньше. Может быть, будет когда-то реставрация заброшенной сейчас церкви. Туризм развивается, потому что к нам приезжают разные люди уже благодаря этому. И уже 2-й год проходит фестиваль. И нам кажется, что если делать центральные фигуры пана, то это мы выходим и на электронные проекты. Это проще, чем раскрученных Тенишевых. Это будет более интересно. Вот я уже сказала, что объединяем разные места Брянской области, объединяем, а это уже несколько районов, разные эпохи нашего существования, вплоть до сегодняшнего дня. Объединяем учреждения культуры, потому что тема для нас, для всех интересная и общая, то есть это и музеи, библиотеки, архив, это муниципальные музеи и муниципальные библиотеки. И власти в какой-то мере, которые тоже в этом, я думаю, заинтересованы, во всяком случае, власти Брянского района уже точно заинтересованы, они в этом начали участвовать. Кроме того, мы выходим на межрегиональные связи. Тенишевы все-таки не принадлежат только Брянску, естественно. В первую очередь это Смоленская земля, это Талашкино, это Смоленск сам, и опять же учреждения культуры, но уже их. Более того, Мария Клавдиевна, Вячеслав Николаевич, это международные связи, да, потому что Мария Клавдиевна возила выставки в Париж, жила после революции в Париже, она сама художница, певица, писательница, есть замечательная ее книга «Впечатление моей жизни». То есть мы выходим и на библиотеку, и на всех, мы можем делать выставки, посвященные тем художникам, которым она покровительствовала. Давайте мы сейчас не будем уже впадать в проектирование, да? Вот, то есть мы сделали вот такую вот ромашку в разные стороны. Вокруг пана, который у нас является гением местом. Проект называется «Любовью путь наш озарен», потому что началось все с любви Вячеслава Николаевича Тенишева и Марии Клавдиевны. Чудесно. Но вот мне кажется, есть одно «но», да, вот когда слушаешь, не сильно понятна связка между Тенишевыми, она есть понятна, да, и что пан там был написан, и Врубелем, да? Но потом вот вы нам рассказываете, и выясняется, что, значит, соответственно, Тенишева сама была художницей, возила выставки и прочее. Вот, выставки были народных ремесел, как бы это не важно. Важно, что, собственно говоря, она была человеком, которому, собственно, не был чужд и художественный вкус, и прочие вещи. А с какого черта Врубель там пана написал? Потому что Мария Клавдиевна, он приезжал в гости. Нет, дело в том, что действительно, я же сказала, что она была меценаткой, покровительствовала искусством. Он был один из тех художников, кто к ней приезжал. А кто еще из художников туда приезжал? Вот про Хотылева, честно говоря, я не помню. Это надо посмотреть повнимательнее. Вот смотрите, на что мы выходим. Мы выходим на чисто краеведческую работу, потому что надо покопать по Хотылеву, понять вообще, с какого бока там Врубель оказался. Очевидно, были такие ведь творческие дачи, это было обычно. В Талашкино это было, гораздо больше все. Да. Хотылева меньше, и прожила она здесь меньше, но все-таки успел, побыл, написал. Значит, вот если туда Врубель попал, значит, не случайно, значит, нет, соответственно, конечно, туда кто-то ездил. Вот она зацепка, которая нас выводит на исследовательскую часть. Чтобы простроить нормально ромашку, оказывается, очень важно вообще качественную, провести большую исследовательскую краеведческую работу. Ну, а смотрите, на самом деле, вот там просто Оля уже начала вываливаться на поле реального проектирования, но вообще это множество сюжетов порождает, действительно. И в смысле межрегиональных связей, раз, и в смысле творческих дач как жанра, два, потому что, пленеры, дачи, там, арт-резиденция, сейчас такая тема, вот сейчас целая система есть арт-резиденции, которые на связку литературы и визуальных искусств, да? Но для этого вообще что нужно? Нужно, углубиться в материал по усадьбе, вот просто качественно покопать, да, вот и тут значение вообще-то выходит
очень важная вот этой фактологической исследовательской работы. Второе, если мы хотим это проинтерпретировать, есть еще одно «но». Значит, когда мы выстраиваем ромашку, очень важно символы брать, жестко связанные с нашим героем. Да? Вот в этом смысле вот эта ромашка, она была не сильно хорошо сделана. Я ее показываю исключительно в методических целях, потому что, собственно говоря, сейчас там... Я и проект целиком покажу потом, который про строк сделан, он еще не реализован, это пока просто прописанный проект, который вот почему тут не хватает этого нижегородского компонента исследовательского, да? Просто фактуры у человека не хватало. Мы потом это все повытащили, но опять же в этом смысле нам нижегородские коллеги могли бы серьезно сейчас помочь для доработки этого проекта. Вот такая история. Потому что иногда, когда строишь ромашку, тянет, собственно, ассоциативно привязать там то, что связано опосредованно. Понятно, что все совсем связано, да, и возникает вопрос, что можно чуть ли не все включить. Важно включать только те символы, события, людей и прочие, те символические ресурсы, где есть непосредственная связь, да? И сажать это на место. Можно было еще обыграть для технической стороны Пан проекта. отличная идея. Пан чем занимается? Он сидит на дудочке играет, он музыкант. Да. Сам-то, да? Да. И звуковая история, и музыкальная история, и вообще край вот это вот, да, это можно было сыграть. Надежда Михайловна, на самом деле, вот как это работает. Это есть на изображении, да? Значит, соответственно, мы это можем связать, потому что есть прямая связь. Есть прямая связь Врубеля и семейства, значит, тоже это прямая связь, ну и так далее. Вот эти прямые вещи, да. А когда мы туда подтягиваем, ну, например, раскопки, да, там это все уже немножко выглядит, вы видите, и там эти связки... Не, мы их выстроим, мы подтянем. Нет, их можно выстроить, но они будут связями второго порядка. И на самом деле красиво. вот эти связи второго порядка не сильно хорошо используют при проектировании. Там лучше использовать вот эти связи первого порядка, там четко на этих растяжках могут выскакивать идеи. Ну, например, вот самая простая, которая просится, да, соответственно, есть усадьба, соответственно, денежек, которые принимают художников, да, и где, соответственно, есть идея красивого места, где Врубель пишет, вот, причем ощущая языческий характер мест, да, там вот эту первозданную природу. Соответственно, самое простое просится вот эта вся штука там с творческими дачами, с взаимоотношениями как бы художника, да, и хозяев, и прочие вещи. Еще мы вылезаем на такую проблему, как экология. Это Брянский лес, а это символ Брянщины, Брянские леса. То есть у нас здесь все равно цепляется очень много символов. Мы в этом году только выкладывали символы Брянского края на сайты, и вокруг Хотылева там их получается очень много сразу. Это и личности, и Брянский лес, и Брянская река, там же Десна. Вот Брянский лес, да, потому что Пан получается брянским таким, да, он непосредственно связан. Шемение расположено в лесах, соответственно, писалось это там все. Ну, здорово, чего. Спасибо группе. Пан в плохой природе не живет, да? Кто следующий? Какая группа готова? Кто смелый? Ага. Сейчас, Настя. Выходи. Жалко, мы не можем это все представить в визуальной форме. Для этого нам бы флипчарт понадобился. Обещали нам хозяева флипчарт с маркерами. Обманули, между прочим. Да. Мы решили взять в качестве главного героя Павла Петровича Бажова и обыграть его в основном как человека-автора сказов. То есть у нас будут и герои сказов обыграны там, и различные бажовские места, как те, о которых он писал, так и те, с которыми он был связан по своей биографии, где он работал, где он жил и так далее.
Кроме того, у него заметную часть в сказах занимают различные уральские камни. В первую очередь это малахит, ну и другие камни, которые вот он обыгрывал. С этим можно связать и сами по себе камни, и различную сувенирную продукцию. Это могут быть и малахитовые шкатулки, и шкатулочки из змеевика, и различные сережки, бусы, колечки какие-то и так далее. Могут быть, конечно, магнитики, ну, в общем, различная сувенирка может быть связана вот именно с уральскими камнями. Кроме того, у него есть замечательный сказ «Серебряная копытца», и его можно связать с нашей фермой оленьей. То есть для тех, кто уже устал думать головой, устал слушать какие-то умные вещи про Бажова, можно просто поехать, там милые зверушки, их погладить, их можно покормить и так далее. То есть это тоже вариант такой туристического отдыха получается. Конечно же, Бажов писал свои сказы на основе уральского фольклора. Он очень много ездил по Уралу, очень много общался с рабочими заводов, и, соответственно, вот связь с фольклором, она будет прослеживаться очень и очень сильно. Кроме того, Бажова можно связать и с заводами, вот в силу того, что у него значительная часть сказов была про рабочих заводов, и Бажова можно связать с книгоиздательским делом. Во-первых, это издание его книжек, это книги и те, которые расходились огромными тиражами, и те, которые сначала расходились огромными тиражами, потом выпускался еще один тираж там в 25-30 тысяч экземпляров, а потом их запрещали, а потом снова разрешали, и это достаточно интересно. И можно отметить его связь с книгоиздательским делом в связи с тем, что он во время Великой Отечественной войны занимался объединением писателей Урала, как наших местных уральских, так и тех, которые были эвакуированы на Урал. И, соответственно, вот таким образом проследить литературу. Ну, что касается связей второго порядка, Бажова можно связать и с духовенством, у него духовное образование, он преподавал в женской семинарии, его можно связать и с коммунистами, он трижды член партии, 2 раза исключали, 3 раза принимали в партию. Начиная с 1917 года он был членом исполкома. Вот. И, соответственно, вот при желании можно подтянуть и это. При желании можно подтянуть его связь с Лениным и Сталиным, но это тоже уже связи второго порядка пошли. У него есть орден Ленина, у него есть сталинская премия, он был довольно-таки известен, в том числе и Сталину. Вот, жили они в одно время. Можно подтянуть его связь с Великой Отечественной войной. Он был уже в возрасте и на фронте не был, но у него хранилась огромная папка писем. Он переписывался с солдатами, он отправлял им книги, если вдруг они ему писали и просили. И вот таким вот образом участвовал в Великой Отечественной войне. Можно связать с кинематографом, со Свердловской киностудией, с Московской киностудией, с какими-то мультфильмами, потому что и Москва, и Свердловск снимали и игровые фильмы, и различные мультфильмы по бажовским сказам. Вот. И с ювелирным делом, конечно же, вот, наверное, связь первого порядка, потому что Бажов в том числе в своих сказах описывал великолепные украшения, которые можно делать из уральских камней, из уральских металлов. Урал очень богат и тем, и другим. Вот. На этом, наверное, вот такие связи, которые стоило бы отметить. Спасибо. Ну вот смотрите, у нас какая история с Короленко получалась. Пока мы Короленко не сузили до Короленко в Нижнем, да, и до правозащитника Короленко. Значит, вот эта ромашка, она у нас выносила практически в космос, да,
И это, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, когда там про проекты речь идет, в общем, получается, что, знаете, как велик русский человек, надо бы сузить. Да. Вот и нам сейчас Бажова бы сузить, да, потому что это вселенная Бажова, да. Вот вообще, что нужно сделать, да? Надо вообще попробовать из Бажова извлечь либо какой-то сюжет, либо какого-то героя. Ну, знаете, как вот бывает по пальцам, найденным в пещере, реконструируют там геном денисовца, да, и так и здесь, чтобы там, древнего человека алтайского. Так и здесь надо сделать из творчества Бажова извлечь что-то, какого-то героя, да, который бы, и с одной стороны, иллюстрировал бы его творчество, с другой стороны, давал нам вот эти более жесткие связи. Да, потому что, ну, если человек вселенной, если он мифотворец, да, он демиург, да, Бажов у нас демиург, в общем, такой уральский. Он сотворил там вот этот уральский сказ в нашем представлении. Вот если мы возьмем змейку ли, серебряное копытце ли, как героя, да, то есть это может быть сказочный, а может быть не сказочный герой, какого-то его персонажа ли, какой-то отдельный сюжет из его жизни, который связан еще с определенным местом. Да? Вот чем Пан хорош? Пан хорош тем, что он привязан к конкретному просто имению, конкретной Спасибо семье, большое. и там понятно, как эту систему связи выстроить. Да? И ту у нас группу, да, Олю несло немножко там это самое, там в раскопке, в это самое. А здесь мы увидели вообще такой вот широкий разброс. Поэтому вот на следующем такте бы этого упражнения, да, если бы у нас было побольше времени, группа должна была подумать вот над этим, да, что оно должно быть, и есть такая штука хорошая, глокально. То есть вроде бы локально, но с другой стороны отражать в этом, в общем, вот все, да. Бажов у нас глобальный, он не локальный, да? А вот если Бажов в каком-то месте или какой-то герой с этим местом связанный бажовский, еще что-то, мы вот из этого можем вообще вытащить то, что нам нужно. Сейчас другая да? группа. Ну, тогда у нас Бажов. есть еще одна группа с Бажовым, да, Надежда Михайловна? Да. И пока, и это вообще да, рояль в кустах такой у нас пока оказался. коллега идет, я хочу сказать, что мне кажется, что когда вы вот выстраиваете эту ромашку и вообще проект, должен быть элемент открытия, неожиданности. Да. Мы вот сейчас, Настя показала превосходно системный подход наш, да? Она просто расклассифицировала образы. Дивно, хорошо, но хочется какой-то неожиданности, чтобы человек включился, чтобы ему показалось, что это он сделал открытие, да? Не, ну вот Пан в Брянских лесах, согласись, в этом что-то есть. Вот просто меня это цепляет. Там, вот сидит этот языческий бог, который вроде вообще, ну если у нас обитает, то где-нибудь в Причерноморье, да? Да, а оказывается, что он вообще в Брянских лесах живет, и там Врубель его почувствовал и написал, вытащил его. Да, оказывается, что он вообще в Брянске не волк, извините, да, а пан. Вот это такой интересный сюжет, да, извините. Добрый день, коллеги, меня зовут Гарипова Эльвира, я приехала из Свердловской области, от Екатеринбурга 12 километров, медная столица Урала, Верхняя Пышма. Приглашаем всех вас в гости. Мы, не сговариваясь, тоже, но это у нас не Бажов, а символ у нас хозяйка Медной горы. Хозяйка Медной горы – это хозяйка. Кому-то она открывает свои богатства, кому-то нет. И вообще это очень умная, мудрая, хитрая женщина, которая имеет два образа. Женский образ, человеческий образ и, ну, ящерки, пресмыкающиеся. Пресмыкающиеся – это который не перед всеми пресмыкается, да? А перед трудолюбивыми людьми, порядочными, нравственными и перед своими богатствами, самоцветами. И наша ромашка состоит, мы так посчитали, из 12 лучиков, из 12 лепестков. Итак, первый – это автор Бажов. Второе – это край уральский, а внизу, вот где у нас должно быть красным, это 85-летию Свердловской области будет посвящаться и 140-летию Павла Петровича Бажова. Следующее у нас
лепесток нашей ромашки. Рисовать? Хорошо, давайте. Хозяйка Медной горы. Да. Значит, красавица. Первый лучик лепестка нашей ромашки – это будет автор Бажов. Тот ведь ее ведь придумал. Бажов творил на Урале. Следующий у нас лепесток будет – это край Ураль. Он тоже большой, да? Но он же локальный. Но если дальше я продолжу свою идею, не мою идею, а нашего дружного коллектива, то мы дойдем и до России, и до следующих. Я понимаю, давайте сузим, там у нас есть Уральские горы, да? А если что-то вблизи, там, не знаю, Пышмы. Полевской, Сысерть. Нет, я понимаю. Не поняла. Думная гора. На Думной горе Павел Петрович Бажов. Вот, я вот об этом. Угу. Значит, нам требуется локализация, вот это местная фабула. Думная гора. Да. Да. Извините, нам требуется локализация в пространстве, собственно говоря, место, которое конкретно с этой историей связано. Иначе, когда мы говорим про Урал вообще, мы вылетаем в космос. Да? Если у нас есть, соответственно, Думная гора, мы четко землимся, мы говорим, что вообще вот, Бажов там написал эту историю, да, либо он был вдохновлен этим местом. Но тут вот очень важно вообще следовать исторической правде, не придумывать. Действительно ли Думная гора? Или просто мы не знаем, какая-то гора, но это могла быть Думная. Да? Такое допущение допускается. Отлично. Дальше. Уральский фольклор. Фольклор тоже у нас такое облако в штанах. Да? С чем у нас конкретно связано? Давайте подумаем. Сказы. Какие сказы, может быть? Про что они, про это самое? Бытовые. А? Значит, вот смотрите, какая штука. Тут мы опять вываливаемся в пространство исследований и важности краеведческого материала. Что там за бажовскими историями стояло, какие местные мифы. И это вполне себе, смотрите, такая задачка для исследовательского проекта, да, который вообще, что там было. Мы пока не знаем, да, значит, местные истории, но какие, да, вот здесь вот по-хорошему бы я должен написать, что это местная история о ком там, не знаю, о какой-то сильной женщине, очевидно, да, которая жила и которая послужила, может быть, прообразом, да, таким. Потому что, явно конечно, очень многие вещи писатель берет из головы, но многие вещи все-таки его что-то подталкивает. Да? Когда человек творит мифологию, если не это, да, я хотел сказать, если это не Толкин, но у Толкина там наоборот, между прочим, там такая глубина с мифами, да? А чем Бажов хуже Толкина, на самом деле? Ничем. Местные истории, пишу пока, да? Местные истории о местных женщинах. Вот и здесь ставлю вопрос пока, потому что у нас... Я бы еще написал сильных женщинах. Вообще, о чем эта история у нас, хозяйка Медной горы? Про что она? Про сильный женский характер вообще, да? Как-то это монтируется с настоящим?
Вообще мы видим новую волну там, борьбы за женские права, за роль женщины в обществе. И вообще эта история про сильную женщину, оказывается, она удивительным образом востребована сейчас. Да? Тут главное палку не перегнуть, да, потому что у нас там... Итак, мужчина нынешний слаб. Так вот, о мужчинах. Да. Следующий лучик. Данила Мастер. Данила Мастер. То есть он олицетворяет все горнозаводское, каменное и ювелирное дело. Потому что, ну, это... Данила Мастер. Так, Хозяйка Медной горы без Данилы Мастера. И Данила Мастер отлично. без Но вот хозяйки. каменно-ювелирное дело, да, давайте-ка мы сузим, попробуем. И, значит, что там есть у нас? Камнерезы, да, вообще? Камнерезы. Значит, камнерезы, так и пишем. Смотрите, какая история. Вроде бы вот литературный материал, да, ну вот на этой связке на самом деле вполне может выскочить такой проект про экономику, да, про какую-то новую сувенирку с этими ящерками, которые там как символ для сильной женщины, не просто там с Урала что-нибудь увезти, да, а там тайный знак сильной женщины, вот, знаете, такой масонский символ. Я сильная женщина, ты сильная женщина, у нас с тобой по ящерке есть там. Этот мужчина, правда, придумывает все это. Так. Значит, что у нас еще тут? Да, каменный цветок, да. Каменный цветок. Вот хочется творчество взять, но тоже вот оно пока широковато, вот как-то нам нужно с этим что-то сделать, поработать. Так, камнерезы, значит, каменный цветок. Да, каменный цветок. Нет, на самом деле каменный цветок, да, это тоже, да. Ну, каменный цветок ведь не сразу получился у Данила Мастера. То есть это преодоление чего-то, к чему-то идти, к цели какой-то. Да, может быть, она и несовершенна, эта цель. Да, ну давайте вот попробуем это вот преодоление, там, совершенствование мастерства. Вообще, что это, про что это, да? Про профмастерство и про творчество, про что? Мечта нам не сильно годится, потому что мечта, ну, это абстрактный символ. Мы Фестиваль народных промыслов – это уже форма, в которую мы потом можем упаковывать, можем не упаковывать. Вообще фестивали как сама цель – это вредная и затратная вещь. Вот и их безумное количество в стране, это, я считаю, это безобразие вообще. Но это мы уже начинаем интерпретировать, зачем нам нужно. Нет, мы про символы. Ну, если каменный цветок, если в какой-то организации, то это, значит... Значит, напишу здесь пока еще феминизм, да? В хорошем смысле, да? Как борьба за женские права, не как там это. А каменный цветок – это, наверное, повышение профессионального мастерства, то есть к чему-то надо стремиться. Это мы уже потом интерпретируем, да, как мы там каменный цветок. Сейчас пока мы символы пишем, понимаете? Чего из этого... Видите, какая история? У нас вот мы даже уже в процессе работы над ромашкой начинают что вываливаться? Для чего это нужно? Всякие идеи, да? Потом, если мы эти идеи соединим с проблемами, там может выскочить продуктивная идея, потому что не все идеи продуктивные. Вот чего. Вот это так работает. Тут наша задача потом будет следующим тактом отделить продуктивные идеи от непродуктивных. Для этого нужно вот жестко выстроить. Давайте еще что-нибудь попробуем из этого. Ага. Как это? Ну давайте, да. Нет, реальность и мифология. Значит, вот. Ну это мир горный, да, подземный мир, и наземный, подземный, мир людей, да. И подземный, наземный. Угу. А пещеры есть у нас там
В пышме-то верхний рядом. Шахты. Шахты. Ага. Шахты. Шахты. Шахты, кстати, замечательный объект для такого всякого, как это промышленное наследие, для туризма, показывать, как это было. Я вот такие вещи в Словакии видел, да, там они музеифицируют сейчас. Одну музеифицировали, шахту, да. Шахты и рудники. Рудник. Вот тут бы еще, конечно, написать, какой рядом, если мы про Верхнюю Пышму говорим, какой конкретно рудник? Медный рудник называется. Медный рудник. Медный рудник. Ну правильно, если это самое, медный. Ну и так далее. Вот видите, вот мы сейчас это дело прибросили. Когда мы визуализируем, видите, сразу это легче как-то это самое. Да. В сказке еще заложена идея борьба за права рабочих. В сказе. За права рабочих, да, что они унижены. Вот такая, профсоюз. Сейчас не надо об этом говорить. Нет, нет, между прочим, на самом деле борьба-то за права рабочих, ладно, но смотрите, какая история. В стране дикое социальное расслоение, да? Между людьми супербогатыми и не очень бедными. И вообще, собственно, привлечь внимание вот к этому расслоению, да, не в смысле борьбы там, да, и не в смысле, может быть, даже угнетения, а в смысле того, как вообще переформулировать это в социальную задачку, вообще преодоление это постепенно, да? Да. Реплика такая. У нас еще было там, и может быть это уже непродуктивная будет идея, привязка к Эрмитажу, где вся эта красота хранится. Почему? И кинематографу, где, допустим, тот же самый Герасимов и все вот этот вот, да. Герасимов. Да, то есть вот фильм «Сказка», Отлично, который есть. Отлично. И, вот смотрите, у и нас Эрмитаж, да, это да, же вообще уход. Эрмитаж. Вот туда, да, отлично, отлично. И это прямая связь, потому что там хранятся, собственно говоря, произведения, которые прообразами послужили. Да, трансляция культуры, это же важно. Значит, Эрмитаж пишем, соответственно, экспонаты, связанные с камнерезным мастерством, да? Ювелирная и камнерезная. Замечательно, потому что это нас сразу выводит. Казалось бы, при чем здесь Эрмитаж, там еще чего-то. А вот теперь представьте себе проект, в котором есть элемент, когда там, не знаю, специалисты из Эрмитажа приезжают и читают лекции там для местных людей, да, там. Ну, вот так это работает. Потом, вот, соответственно, на одной или на двух этих связок, когда мы опрокидываем на проблематику, на какую-то, да, соответственно, может выскочить продуктивная идея, да. Следующий такт – это, собственно, отделение продуктивной от непродуктивной идеи. Спасибо группе. Спасибо вам. Я бы еще устные истории местных женских судеб собрала бы. Хозяйки, да? Хозяйки Верхней Пышмы. У нас, да, нет, я просто говорю, что у нас под они это есть дальше. исторические, может быть, если современные. Я правильно, значит, понял, Надежда Михайловна, значит, современные истории, современные женские истории, да? Да. Сильные женщины, да. Какая группа готова? Сейчас, подождите. Так, вы первые, да? Сейчас, давайте. И быстренько на выход. Нет, туда, к барьеру. Давайте, чтобы было видно. Да, вот сейчас, я видела, кто еще руки поднимал, готовьтесь. Вам спасибо. Здравствуйте, Пермский край, город Березники. Но сначала я хочу задать вопрос уважаемой публике. Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас библиотеки, которые носят имя Николая Островского? Таких нет.
Я работаю в Центральной городской библиотеке имени Николая Островского. Мы с вами поездили по замечательным территориям, увидели музеи купеческого быта, купеческо-мещанские музеи, скажем так. Как уважаемый лектор нам сказал, нужно найти что-то такое свое индивидуальное, вот поэтому я решила обратиться к другой эпохе, к эпохе первых пятилеток. Наш город образован в 1932 году из многочисленных поселочков и деревень. Город первых промышленных предприятий, город комсомольских строек. И вот на такую комсомольскую стройку приехала Прасковья Орехова. За свою трудовую деятельность она была награждена путевкой в Сочи. Именно там она познакомилась с писателем Николаем Островским и с его семьей. Она много лет состояла в переписке. Первым человеком была в нашем городе, которая прочитала роман «Как закалялась сталь» и привезла его в наш город. Завязалась переписка с этим писателем, письма вошли в собрание сочинений, и впоследствии Прасковья Орехова стала библиотекарем одной из библиотек нашего города. К сожалению, брендом нашего города стало другое имя, имя поэта Алексея Леонидовича Решетова. Наши коллеги из Свердловска, конечно же, это имя знают. Не знаю, знакомы ли другие уважаемые библиотекари с этим именем, но скажу, что это имя относится к лучших имен лириков поэзии XX века. И вот именно на это имя и сделан упор в работе наших библиотек и вообще всей культуры. Построены памятники, проводятся постоянно встречи, решетовские встречи. А имя Николая Островского ушло в небытие, так сказать. И поэтому, когда к нам приходят молодые люди, я провожу для них экскурсии, они спрашивают, а почему имя не Решетова, а Островского носит ваша библиотека? И вот мне хочется как раз имя это и раскрутить. Беда понятна, что делать будем? Давайте ромашку уже делать. Давайте про ромашку. Да, так вот, ну, во-первых, Николай Островский, как я уже сказала, город первых пятилеток, комсомол, да? Вот. Так. Кого берем-то? Островский. Островский. Да. Островский. Николай Островский. Да, я понимаю. Вот. Ну, первые пятилетки, история, да, СССР. Комсомол. Понимаете, какая история? Вот опять же у нас первые пятилетки нас куда уносят? Ну, это так вот, это глобальное, да? Вот давайте мы и комсомол тоже, в общем. Ну, 30-е годы это возьмем. облако символов, сразу ассоциаций. И 30-е годы это тоже вот. Да, у нас очень много предприятий. Нас Паустовский назвал Республика химии на Каме. Еще раз говорю, Островский к нам не приезжал. К нему приезжала комсомолка, которая была одной из строителей нашего города. Азотный завод Березняковский. Да. Значит, смотрите, какая история. Тогда бы нам вообще главным героем и персонажем взять не Островского, а кого? Вот эту вот девушку. Орехову? Конечно. Кто она? Как ее у нас зовут? Прасковья Орехова. Прасковья. Угу. Так случается на самом деле, понимаете? Вот работаешь ты раз, а у тебя-то жизнь тебя подводит к тому, что главный герой у тебя другой. Значит, смотрите, какая история. Прасковью Орехову мы выбрали, и что у нас появилось сразу? Ну, Островский у нас есть, да, но у нас Островский, соответственно, у нас есть. Он у нас куда ушел? Куда он ушел? В
связанный символ, да? Не в центральный, а в связанный символ. А нам чем Прасковья важна? Она важна как человек, в судьбе которого отразилось и время, и эпоха, и многие факты, да? И, собственно, благодаря которому и имя библиотеки было присвоено. И вторая тема, которая есть, вот это, собственно, это тема того, что мы сейчас делаем с индустриальным наследием, мне так кажется, потому что она очень острая, да, а это тоже, в общем, такая любопытная история. Так, давайте дальше смотреть, что у нас с Прасковьей связано. Ой, из этого списка. Ну, Сужаем русского человека широкого. Все равно я делала все на Островского. Ну. А вы делали это с кем-то? Нет, это вот сейчас, вот благодаря вам, это вот идея у меня. Индивидуально. Вот смотрите, какая история, почему очень важно вместе. Да? Вот кажется, вот сяду я же все знаю про это. А там, ну, эти из других регионов, там, ну, что они знают про это? Да? Там, я, например, вот в конкретном месте. Важно иногда не то, что даже человек знает, а вот то, к чему он тебя подвинет со сторонним взглядом немножко. Вот и почему важна коллективная работа. Не всем она комфортна, все мы люди разные, да, но иногда надо как-то немножко, да? Надо же. Это просто это вот. Это прямо от всей души программа такая, помните, была в советское время? Очень приятно познакомиться. Родилась в 1960 году, 25 сентября. В вашем городе жила 4 года, и родители меня увезли в Чувашию, которую я очень люблю, и очень рада, что вы сюда приехали. Поэтому, прям, как говорится, сам Бог ведет меня к вам подключиться, мне к вам подключиться. Я пропустила, конечно, и сразу не смогу комментировать, но постараюсь, потому что как не помочь своей родной родине, малой, большой? Да, у нас есть ли место, связанное с Прасковьей вообще? Вот, да. Она была, скажем так, бежала в наши края. Она была из семьи священника. Отец был, скажем так, репрессирован. Муж тоже был репрессирован. Поэтому о фактах своей личной биографии она рассказывать не любила. Вот. Но здесь мы можем подойти тоже к теме репрессии. Да? Смотрите, какой интересный сюжет вообще. Семья священника, да, репрессии. То есть вот за фасадом такой, собственно говоря, советской истории, да, такой однозначной, на самом деле, что скрываются вещи сложные, да? Любопытный сюжет. А вот про эту часть, что она у нас комсомолка, тема производства, роль женщины, опять же. Фильм «Светлый путь» сразу вспоминается мне. Вот стою я перед вами, простая русская баба, да, мужем битая, там чего-то. Нет, она как раз такой не была. Не была такой. Ее вспоминают как очень интеллигентную. Она была просто красавицей на самом деле. Интеллигентную женщину, умную. Тонкую натуру, которая всегда умела найти каждому подход, что-то посоветовать. Да, ну вот Надежда Михайловна правильно сказала, у нас проскочила эта тема ранних индустриальных советских производств, да, и их судьбы. Давайте, вот есть ли конкретные они в Березняках, что связано с этим образом, какие-то заводы конкретные? Еще раз скажу, заводов у нас очень много. Я понимаю, но вот Прасковья Орехова где? Сейчас тогда я затрону немножко другую проблему. Сейчас у нас город проваливается, и уникальные районы, как раз построенные в годы первых пятилеток, в 30-е годы, они просто сносятся. Их сносят. С трудом, но сносят. Общественность, музеи никак не могут
защитить эти уникальные сооружения. За последний год у нас снесено, ну вот даже, наверное, так, первый хлебокомбинат, училище, здание училища, уникальный район. Это был такой соцгородок. Это не промышленный, это гражданская, по сути, архитектура первых 5 лет. Мы все время ищем бренд нашего города, чем мы можем быть привлекательны для как туристическая территория, и сами своими руками же все это уничтожаем. Ну, понимаете, значит, ценность не осознается. Ну вот, кстати говоря, смотрите, какая история. Может ромашка строиться и потом связываться с проблемой, да? А может быть наоборот ход, когда у вас есть вот четко уже обозначенная проблема, вот это, да, и вы можете поискать героя, либо символ, который эту проблему вытащит на поверхность. Я не уверен, что Прасковья Орехова – это тот герой, который вытянет, вот это там надо покопаться просто в местной фактуре, в местном краеведческом материале, да, и это дело вытащить. И это непростая такая задачка. А я бы предложила антибренд для березняков – это провалы. То есть фактически отношение индустриальной России вот так вот любой ценой провал – это то место, откуда выкачивали, собственно, недры. У вас есть фотографии, а интернет есть онлайн? Вы знаете, это такая, скажем так, немножечко скользкая тема. Это не скользкая тема, это тема экологии фактически, да, и наших вот родителей, которые любой ценой… У нашей администрации была такая идея, и даже хотели водить экскурсии к месту провала. Но вы понимаете, возникла сразу ассоциация со Остапом Бендером, когда он тоже приводил людей к провалу. Это можно и обыграть с одной стороны, но с другой стороны, смотрите, какая история. Опять же, все были против. Да. Тут вопрос, как с этим работать, да, вот надо подумать об инструментарии и так далее. Но у нас вообще вот сейчас чего встает, какой вопрос? Вот мы и так и сяк пытаемся, опять мы упираемся в фактологическую базу. И она такая ведь не про кто где родился, крестился и это самое, а немножко иная вообще. Что там за чуть более глубокое, понимаете? И связанное вот между собой с этими вещами. Кто такая Прасковья Орехова была, значит, где она работала, с какими символическими ресурсами там она связана, да, вот это фактически теги, такие ключевые слова. Смотрите, вот вообще ромашка смыслов на что похожа? На облако связанных между собой тегов, но между которыми есть еще эмоциональная связь, кроме непосредственно информационной. Значит, вот вопрос, каких историй, да, их тоже можно вытащить. В общем, мы сейчас не будем эту ромашку достраивать, да, вот мы по ходу действия переобулись, мы понимаем, как это делается, да, для себя. И можем эту деятельность осуществить потом в домашнем режиме с коллегами. Да. А можно все-таки я про Островского докончу? Вот смотрите, у нас есть бюст, который мы тоже случайно нашли. Можно как-то связать историю, да, с Островским, потом перейти к памятникам нашего города. Ну, это да? Вот связи будут опосредованы. В общем, бюстом можно колоть орехи, например. И у нас обнаружится связь с орехами, но нужно ли это вообще делать, я не знаю. Да. То есть вы считаете, что Островский это нет, я не про это говорю. Я считаю, что здесь связь Николая Островского с местом опосредованная. Что есть в Березняках есть гораздо более сильные истории, которые можно вытащить и уникальные, да, и показать, да, на всю страну. Да, в том числе связанные с периодом Николая Островского, где он тоже будет, но будет связанным символом. Вот я о чем пытаюсь сказать. Да? Вот, мы должны думать о том, что эти связки были жесткие такие, непосредственные. Да. Извините, что если я кого-то там немножко... Но это в методических исключительно целях. Я всех нежно люблю. Просто, если я этого не буду делать, мы как-то не научимся. Да?
Спасибо огромное. Давайте поаплодируем коллеге, потому что советское наследие, оно очень сложное. Вот что могу сказать. Значит, ну, мы тоже придумали один проект, и, в общем-то, был он навеян, так, может быть, пафосно немножко такой датой. Нам нужны не проекты, нам нужны ну, ромашки. Ну, вот ромашку, да. Значит, чем он был навеян, да, юбилеем Петра I, который будет праздноваться 3 года. Но мы не стали замахиваться на наше все, Вильяма нашего Шекспира, поэтому мы решили остановиться на одной из личностей в окружении Петра, а это именно на личности Корнелиуса Крюйса. В общем-то, почему? Ну вот сразу, да, вопрос, почему, да, знают ли Форта, знают Меньшикова, личность меньше известная, значит, уже мы не прогадали. Ну, почему еще так оказалось, почему именно, потому что вот так вот мы сидели рядом, там Петербург, Алтай, Ростов-на-Дону, как кажется, вроде бы, да, совершенно разные такие районы, но тем не менее личности Петра мы в какой-то мере были связаны. Значит, ну, в общем-то, чем известен Корнелий? И что, как еще нам показалось, что, в общем-то, вот эта ромашка позволит объединить очень многие регионы в совместной работе. Значит, ну, Корнелий Крюйс – адмирал русского флота, один из создателей русского флота. То есть, значит, тут работал он в Воронеже, работал он в Архангельске. Что наши, например, коллеги из Воронежа, Архангельска могут о нем рассказать? Я чтобы немножко вот сузить, напишу верфи. Ну, верфи, да. Верфи в Архангельске, да, и Воронеже. Воронеже, да. Ну вот, опять-таки, да, что ответа мы не слышим. То есть, что этот человек делал там? Я думаю, что ответ на вопрос мы можем найти. Значит, что еще? Строительство фортификационных сооружений. Опять-таки Архангельск и Кронштадт Петербургом. Форты. Да, форты. Фортификационное строительство. Кроме того... Форты пишем где? Архангельск, Кронштадт. Тут опять-таки могут возникать еще очень многие связи, как сохранность нашего культурного наследия. Не знаю, как в Архангельске. А что там строил он, какие именно? Фортификационные сооружения, то есть то, что предусматривало защиту этих городов. Ну вот хорошо бы разобраться, что это конкретно было, потому что там тоже может интересные вещи там могут быть интересные вещи, да. Да, давайте. Вот мы сейчас. Что опять-таки еще отсюда может вытекать, это сохранность нашего культурного наследия. Не знаю, как в Архангельске, у нас, по крайней мере, постоянно говорят, что эти форты, в общем-то, находятся в очень плачевном состоянии. Ну, в плачевном, конечно, над этим работают. Новодвинская крепость около Архангельска, пожалуйста, организуется уже сейчас экскурсии туда. Помимо того, у нас достаточно большой фонд редкой литературы, который тоже можно работать и информацию об этом Крюйсе найти. Значит. Ну, сходу я вам не скажу, надо работать с каталогом. Вопрос для меня неожиданный, но то, что он есть, это точно. На предмет для исследований. Ну а почему? Это яркий такой пример. Помимо этого, в Архангельске есть сильный морской музей, который эту тему разрабатывает постоянно. Чем еще известен Крюйс? Значит, созданием целой серии атласов, один из которых хранится... Да. Атлас донских земель. Это один из атласов, который хранится в библиотеке Ростова. Тихидон, который... Тихидон, да. Ну, как-то же он у нас назывался. Который хранится... Атлас Рикидон. Да, Рикидон, который хранится в Донской государственной публичной библиотеке. Сам по себе он очень интересен. То есть это пример такого вот картографического искусства, характерного очень для Западной Европы, где-то начиная с XVI века, но вот и в гораздо более позднем времени он, в общем-то, дошел до нас. И состояние таких документов, в общем-то, в силу тех материалов, которые... Это опять-таки опосредованная связь, довольно-таки
плачевно и как их сохранить. Опять-таки мы можем выстроить тут еще одну цепочку. Еще Корнелиус Крюйс, чем известен? Но тут уже перейдем на Петербург. Протестант, да, как он уроженец города Ставангера, сейчас это Норвегия, но считается, что он родился в Дании. Протестант, лютеранин. Первая протестантская церковь в Петербурге, ну, в общем-то, можно считать, уже и в России, была создана в доме Корнелиуса Крюйса. То есть здесь опять-таки выстраиваются такие вот линии уже, ну, как бы сказать, да, религиозные. То есть можем посмотреть, как это направление вообще развивалось в России. Ну, что еще интересно в этой личности, это, значит, создание, можно считать, что, в общем-то, он положил начало созданию такого вот языка русского парусного флота, то есть терминологию он применил. То есть как странно, наверное, да, что уроженец Дании как-то трансформировал русский язык и вводил в русский язык какие-то термины. То есть, опять-таки, вопрос такой очень интересный. Ну и, может быть, есть еще целый ряд таких вот факторов, но какой мне, в общем-то, казалось бы, тоже интересно было бы сюда ввести в эту ромашку. Вот такой, наверное, лепесток такой вот социально-психологический. То есть человек родился в городе, который, в общем-то, имел очень большие такие торговые связи. Как вот эта обстановка того города, где он родился, в Ставангере, в Дании в то времена, как вот обстановка этого города, как, ну, может быть, даже воспитание наложило отпечаток на его характер. То есть то, что он был, в общем-то, такой личностью очень разносторонней. И, наверное, такой еще возникает вопрос, а случайно ли, там, несколько десятилетий спустя в Архангельске, в Холмогорах родился Ломоносов. Тоже, в общем-то, портовый город, сформированный, в общем-то, уже при помощи, да, там, Петра, в том числе и Корнелиуса Крюйса. Есть ли какие-то вот такие вот связи между такой вот, да, вариант судьбы и как вот такие вот связи, ну, в том числе, наверное, да, скажем так, международные, влияют на формирование личности? Вот. И еще... Я про Чехова вспомнил, да, и про Таганрог. И, в общем-то, как показалось нам интересно в развитии этой ромашки, в дальнейшем могли бы принять, в общем-то, и многие регионы. Известно, что, например, Крюйс был в ссылке в Казани. Что мы знаем об этом периоде? Ну, наверное, фактически ничего. А документы, наверное, какие-то сохранились. Так что вот пример такой исторической личности, в общем-то, позволяет нам выстроить и такую вот ромашку, ну и, возможно, сделать какой-то проект, ну, я могу сказать, что, может быть, даже и международный. Потому что как воспитывались дети в Дании там, в то время, ну, потом, как он был в Нидерландах, он был во Франции, он там был пиратом, очень много всего. Какие факторы могли... Повлиять на то, чтобы великая личность появилась. Какие факторы влияют вот на образование такой вот разносторонней и, в общем-то, очень многогранной личности, ну, не только авантюрной. Он был обвинен в коррупции, в России он был приговорен, согласно, кстати, ему же разработанному документу, морскому уставу, к смертной казни, но это было отменено. Ну, вот, морской устав. Морской устав, да. То есть... Как, в общем-то, нам кажется, здесь очень много таких вот интересных связей и такой, в общем-то, такая ромашка, которая могла бы развиваться дальше, в общем-то, с участием очень большого количества наших коллег из совершенно разных регионов. Да, спасибо огромной группе. Смотрите, какая история получается. Вот мы из этой ромашки можем... Там много аспектов есть, но мы можем вытащить... какое-то одно направление, да, не знаю, пойти ли в сторону карт, пойти ли в сторону воспитания там, и влияния там, моря на характер, да, там, морской волк, Крюйс. В общем, опрокинуть это на современность, потому что нужны ли сейчас, условно говоря, школы таких характеров, где такие люди формируются, большие люди. Вообще измельчал человек, да, Надежда Михайловна?
Да. Так, нет, не-не-не, вот так говорить нельзя, только в микрофон. Ивана, после Казани через запятую прошу поставить Владивосток. У нас есть замечательное историческое здание с фигурами рабочего, колхозника, летчика, вид на бухту. И называется это совершенно грандиозное здание «Серая лошадь». А он строил казармы в Кронштадте, и вот там одни из казарм носили название «Серая лошадь». И это экскурсоводы, потому что как это «Серая лошадь» у вас? У нас даже автобусная остановка «Серая лошадь». Вот. И отсюда в ромашке появляются лошади. Это нормально. Коллеги, мелкая рекомендация, не знаю, совет чисто практически. Мы с Катей Трубиной проводили такого рода, тренинги, что ли. Нам очень мешает профессиональное сознание. Мы все систематизируем. А систематизируя, ты делаешь, в общем, предложение так. Вот начитаться про объект, а потом закрыть глаза и пойти по ассоциациям. Вот слова просто. Что у тебя всплывает? И вот после этого приводить... Я не знаю, одобрит ли Андрей такой совет. Это правильный ход, но после того, как они всплыли, там следующее, еще там нужна верификация, имеет ли эта ассоциация жесткую связь с объектом. Вот если имеет, проверил, значит, вот и то, что всплыло, там выбрать из этого списка то, что всплывало, да, вот те, которые имеют жесткие связи. Но вы знаете, чего мне не хватило в этом? У нас предметов мало, да, вот спасибо Рите, у нас вот есть, значит, объект Атлас реки Дон, да, вот он зримый, его можно пощупать, потрогать. У нас даже места здесь есть, у нас даже есть там крепости, да, но вот у нас не хватает таких артефактов, не знаю, которые личность характеризуют. Значит, вот мы там, не знаю, говорим... Нет, я про другое говорю, там усы, трубка, не знаю, вот что-то такое, там это сам. Гиря. Вот у нас там в методических целях Дима Уинес как-то показывал, что можно сделать с гирей Горького. Выбрали самый такой никчемный, по мнению группы, объект, гиря Горького. И там из этого понакрутили много всего, вытащили кучу смыслов. Потому что, понятно, что гиря это еще и из него можно извлечь вот эти скрытые смыслы, связанные со здоровьем там, и с работой над собой, да? Потому что ровно вот Горький это пример такой, это сам. Значит, вот нам надо подумать, но это опять же для чего? Вот надо просто крюся покопать, понять вот, чего у нее там в здании с этой осталось, да, вот ассоциировалось с домом, предметы, может быть, какие-то. А вообще, есть ли где-то место, где хранятся вот эти вещи? Да, наверняка есть. Вот что касается атласов, в общем-то, да, как один, я сказала, хранится в Ростове-на-Дону. Да, это понятно. Есть у нас в отделе картографии есть библиотеки Академии наук. Такие же, вот чисто такие вот конкретные, которые можно посмотреть. Я про личные вещи. Вот, про личные вещи не знаю, не могу сказать. Я думаю, что можно где-то найти. Например, в Кунсткамере, я думаю, они есть. Кунсткамера, да, музей военно-морского флота, там, не знаю. Вот Андрей Викторович, мне кажется, морские карты. Да. Вообще карты. Да, вообще это на поверхности, конечно, и история с картами, она всех цепляет. У нас достаточно мало, кстати, проектов, связанных с картографическим материалом, а он очень людей зажигает. Но вот я вспоминаю, пожалуй, выставочный проект в РГБ, да, и то он был на финском материале, там исследовательница, которая чудесно опубликовала в издательстве Паулсен такой труд по... Она у себя в Финляндии сначала опубликовала, а в издательстве Паулсен был издан русский перевод. Это фундаментальный труд по истории, собственно, карт. Но что интересно, сделал он по материалам Хельсинской библиотеки, да, которая, конечно, была, по сути, губернской, да, на тот момент. То есть, наш материал, да. И у нас много такого материала хранится, мы его иногда не умеем интерпретировать, да, а вообще карты, они еще чем хороши? Они разжигают воображение, например, мальчишек там, стимулируют их и к изучению географии, и девчонок, да, там, к путешествиям, к это самое, там, это, может быть,
Это вот хорошие истории там для проектов с русским географическим обществом, с такими вещами, да? Неожиданные вещи там с атласом реки Дон, да? Вроде морской адмирал, а тут атлас составил. Я сам очень люблю карты, поэтому, извините, я тут немножко увлекся. Все, спасибо. Мы продолжаем? Да, да. Так, группа какая готова еще? Давайте можно попробуем, похлопать. коллеги. Так, выходите сюда. Корнелиуса сфотографируем, а то ведь уйдет в это, сотру сейчас. Сфотографируем. А? Коллеги, давайте щелкнем, сейчас уйдет. Сейчас, да. Да, хорош был Корнелиус. Вообще эти истории начала 18 века, они завораживают, да, в них есть вот этот антураж и костюмы, там все дела, да, там. Не вешает нос гардемарины, там, то есть. Если говорить о картах, то вот когда смотришь на карту, да, там где-то 17 век, голландская карта, вот все узнаваемо. Ну, понятно, сделать карту в наши дни, ну там взлетел в космос и посмотрел, как они, вот я просто удивляюсь гению человеческой мысли, наверное, что меня в библиотеках, в общем-то, еще удивляет вот эти вот карты. Как они, каким способом, как они там плыли, как они, ну, не знаю, мне вот из такой точности они добивались, да. Плюс, значит, к этому еще даются, ну, вот более ранние карты, то есть там даются рисунки, там даются костюмы. Как-то даже, там вообще такие бытовые сценки, что, ну, вот опять-таки на нашей коллекции, что я даже как-то сказала заведующая отдела картографии, слушайте, ну это вообще иллюстрации к Декамерону. Она говорит, ну немножко позднее, может, костюмы немножко не те, но характеры те же. Это отличная история еще для библиотечной сувенирки. Из этого можно вообще чумовые вещи делать. Вообще. А? Морские, да. Да, ну вот нам надо понять тогда, значит, есть ли костюм Крюйса, где он хранится. Наверное, может статься, что и есть, понимаете. Вообще, вот раскрутить такой персонаж и сделать совместный проект с Данией, мне кажется, это... Да. У нас, по-моему, хороший межрегиональный проект вылазит. Спасибо огромное, да. И с редкой книгой ведь связан, ребята. Ну, теперь моя очередь. Олеся Еременко, Межпоселенческая библиотека, город Выборг, Ленинградская область. Я расскажу уже о готовом, то, что у нас было. У нас в библиотеке была такая задача привлечь к нам Всероссийский музей имени Пушкина. А для этого надо было им какую-то вот идею подать. Ну, Выборг, Пушкин, что там первое ассоциировалось, это декабристы у нас сидели, но это как-то избито. И поэтому целью, центром ромашки, не Пушкин, Грибоедов. Александр Сергеевич, там Александр Сергеевич, Грибоедов Александр Сергеевич, да, другой Александр Сергеевич. Жили в одно время, пересекались, друзьями не были, но все-таки общались. У Пушкина даже рисунки, портрет Грибоедова, да, заготовки. Так, чем же мы привлекли музей Пушкина с материалами о Грибоедове? Ну, все знают, поэтому не будем мы там поэт, дипломат, писатель, музыкант писать. Хотя дипломат, мы на границе, он служил на границе, все-таки вот такая связь есть. Опять же, декабристы, с декабристами Грибоедов общался, тоже есть связь. Но главное – это романтика. Мы женщины, и у нас пошло. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Надпись на могиле Грибоедова, сделана его женой Ниной Чевчевадзе. А у нас в Выборге есть музей-заповедник, парк Монрепо. Владельцы Монрепо Николаи, бароны Николаи. И один из баронов Николаи был женат на Софико Чевчевадзе. Так что...
Чевчевадзе — это сестра, младшая сестра Нины Чевчевадзе, жены Грибоедова. Раз. Вот. Заработала. Связь у нас не прямая здесь, да? Для ромашки нам надо поконкретнее бы, да? Сестры Чевчевадзе, наверное. Да. А вот отсюда уже мы можем там и парк Монрепо, да? Да. Выстроить. Так и действовали. Значит, одна и вторая, значит, сестры Чевчевадзе. Пришел Выборг. Ага. Дальше. Ну, в общем-то, из этой связи выросло сотрудничество с Всероссийским музеем Пушкина. Сделали выставку. То есть вот фактически там на одной стороне растяжки, да? Но вообще, конечно, можно было бы покрутить всяко разную эту историю и покрутить на самом деле и парк Монрепо и прочее. Можно выстраивать проекты на опосредованных связях, да, но в общем будет напоминать, в общем, такой старый анекдот, говорит, когда там про людей, которых в Питере берут на работу, потому что там когда-то Путин, значит, жил и работал, там, вы из Питера, там, да, там, следующего там из окрестностей, проще, потом следующего приглашают, ну не из Питера, оказывается, человек, и в конце он говорит там, ну а где живете в Москве? Говорит, на Ленинградском проспекте, говорит, ну хоть какая-то связь. Вот. Все-таки на прямых связях рождаются, ну, можно на всем, да, вырастить стихи из любого ссора, да, но лучше, конечно, если мы работаем на краеведческом материале, растить их из более жестких связок, да. Хотя наверняка коллеги сделали, я так подозреваю, большое интересное дело, да, с хорошим партнером. Если мне не изменяет память, в Выборге есть улица Грибоедова. Да? Нет. А по-моему, есть улица Грибоедова. Нет, у нас улица Грибоедова. Нет? Может быть, это у вас будет, может быть, я предвосхищаю, но я была в Грузии, в Синандале, я в доме, где жила Нино Чевчевадзе, и там есть прелестная аллея, и стоит оригинальная скамья любви, где они вот сидели, она так здорово сделана, и вот то немногое время, когда он там был, вот они очень любили сидеть. Музей в Синандале. Да. Нина Семеновна, спасибо большое. Вы меня на мысль натолкнули. Нам надо главного героя не Грибоедова сделать. Нам надо главного героя сделать Цефико Чевчевадзе. И все тогда в порядке будет у нас. В ромашке? Да. И тогда у нас и парк Монрепо появится, и появится Александр Сергеевич Грибоедов, и из этого много. И Грузия появится, и выбор. В общем, все здорово с нами будет. Да? Вот опять смотрите, какая история, да? Начинаем с одного главного героя вроде бы. На самом деле, оказывается, Александр Сергеевич Грибоедов — это тоже облако в штанах, которое к территории привязано не сильно. Но там в процессе выявляется вот этот главный герой настоящий. Либо предмет, либо там это самое, вот, в котором, вот из которого все эти вещи можно выращивать. Ну, у нас с Монрепо активно мы сотрудничаем, и они у нас лекции читают, теперь и музей Пушкина приезжает, тоже читает. Попробуйте вот сейчас следующим тактом подумать о проекте, который будет вот про это. На самом деле, я думаю, что у вас и проект-то больше про Цефико получился, просто вы, может быть, сами того об этом. Ну, приятнее сделать про Грибоедова, да, вроде. Вот, ну, собственно, вот династия Чевчевадзе, она очень интересная, да, и, в общем, на примере
человек. Вот как он вообще, вот как она приехала из Грузии, хрупкая грузинская девушка из тепла, приехала в Выборг, как она там вообще приживалась? Что там с ней было? Там, в Выборге долго не прожила, уехали на Украину, там она умерла тоже, молодая. Трагическая любовь, трагическая судьба. Ну, в общем, это вот так. Да. Но в Выборге же не умерла, но на Украине... В Выборге не умерла. Значит, есть такой учебник, ой, нет, не учебник, словарь, эпитафии. А ведь как она здорово рассказывает, да? Нам дальше надо. Раз. Коллеги, я просто, вы меня простите, ну вот если 5 секунд буквально, просто мне нужно хоть немножко закончить, да, потому что там есть еще несколько важных мыслей, которые я хотел донести, да, мы даже до проектов не дошли, но давайте. Да. Даже 5. У нас такой герой не исторический, у нас Буратино. И на все, как сказать, на все наши регионы России действует одинаково, с одинаковой пользой. В общем, не буду, да, как обещал, тезисно, значит тезисно. Значит, Карло Колоди и Алексей Толстой, Италия и Россия, ищем города-побратимы свои с итальянскими. Далее, костюмчик у нас необычный, с колпачком, значит, национальный костюм можем примерять, изучать. Обувь тоже, знаете, да? Дальше, азбука, естественно, своя национальная, с Буратино. Азбуку изучал. Далее, у нас дерево, из чего он сделал породы деревьев, произрастающие в нашей местности. Раз он деревянный, он не тонет, и в наших реках тоже. Здесь и реки можем свои красиво. Еще у нас шуточное, кстати, есть предложение влияние породы дерева на интеллект Буратино. Да. И, ну, такая серьезная немножко у нас есть еще момент. Значит, народные промыслы, так как он строгал, и так как шарманка, у нас есть свои народные инструменты, например, рожечники по Владимирской у нас области. Владимир, привет. Значит, золотые монеты, вообще монеты. И последнее, значит, Буратино появился не традиционным способом у родителей, да, так же, как Снегурочка и Колобок. Ну вот вы смеетесь, а как могут появиться у нас дети с вами быстро, как могут дети появиться быстро? Приемные семьи, мы тоже можем об этом, ну как бы, если уж так говорить. Все, тезисы закрыты. Да, спасибо огромное. Я думала, только краеведы безумные, оказывается, еще и примкнувшие к ним. На это мы плохо влияем. Да. Элемент неожиданности может быть, но есть единственное но. Да? Если бы мы четко знали, где Толстой написал Буратино и что на него повлияло в этом месте, да? Что он там смотрел на какие-то породы дерева, там, что как-то он поэтому внезапно Пиноккио адаптировал там и это самое. Это мог быть ход. Но вот я говорил, что не надо притягивать за уши, да, и в этом смысле сажать, да, там, не знаю, вот я помню в Липецке, ну, они там крутили сюжет с русской переводчицей Андерсона, да, которая там детство провела. Ну, там можно связать темы ее детства там, с Андерсоном и прочее. Ровно потому, что есть вот эта связь, потому что переводчица там провела детство, и то это там сложно натягивается. Ну, а, конечно, можно там и Буратино натянуть куда угодно. Ну, в общем, нужно ли это, нам надо подумать вообще. Да? А если у нас есть место, где Буратино писалось, да, на каких-то дачах, вот там это да. К вашему проекту у нас, я из Самары, у нас есть музей-усадьба Толстого, где он жил вместе со своим отчимом. И есть памятник Буратино, поэтому если вот можете еще одну связь нарисовать.
Вот там что-нибудь такое сотворить, понимаете, вытащить какую-то историю. Сейчас, Да. только в микрофон. Нельзя. Нас слушает страна. У нас прямая трансляция, вы шутите? Нет. Говорить только в микрофон. В Самаре в музее Толстого экспозиция. Самара слышит, да? Музей Толстого экспозиция выполнена Александром Рахштейном. Это русско-финский художник. Он в Москве заканчивал институт полиграфический, живет уже более 20 лет в Финляндии, и он как раз у вас эту экспозицию делал. Ну, вообще, вот можно с Буратино там поиграть по полной программе, потому что там есть локализация, да, и там есть сюжет, связанный не самой фигурой Буратино, да, а с фигурой творца, который... Это вообще интересный сюжет, с какого перепуга вот просто Алексею Толстому пришла в голову идея в Пиноккио перелицевать в Буратино, там, не в русского персонажа какого-нибудь, да, вроде бы тоже в итальянского, но другого. Да, я немножко закончу просто с этим самым, потому что, ну, спасибо, Надежда Михайловна. Как вы хотите, на выбор. Да. Я, честно сказать, думал, что у нас из этой затеи в силу расстановки ничего не выйдет. А смотрите, в общем, получилась изрядная вещь. Спасибо большое. Извините меня, Фому неверующего, что я думал. Да, и вам, коллеги, спасибо огромное, потому что на самом деле мы сделали важную, интересную работу. Извините, если мы кого-то обошли. Но, в общем, я хотел немножко закончить презентацию. Вот, посмотрели, как этот инструмент работает. Следующим тактом, если бы мы это дело сообразовали с проблемами, да, следующий такт, он такой серьезный. Да, он про проблематизацию территории, вообще про выявление проблем. Вот, всяких разных, да. Частично они у нас, кстати, начали вытаскиваться, да, и в Березняках, там, и в других местах, да. Внезапно начали проявляться сюжеты там с тем, что советское наследие не видят, сносят, да. Вот я сам живу в таком райончике, построенном там центральным локомотивным конструкторским бюро в 30-е, 40-е, Коломенским. И это реально памятник, слава богу, там ничего не сносится, там такие, если трехэтажный дом сносится, трехэтажный строится, да. Не нарушается ансамбль, но вообще это такая серьезная проблема отношения к советскому наследию, там, к сталинскому ампиру, которые очень любопытны. Вот мы по Чебоксарам ходим, да, видим, что центр частично в этих вещах построен, и он такой сообразный человеку и интересный с разных точек зрения, и с ним начинают работать. Да. Вот у нас в некоторых проектах эти вещи вытащили. Замечательные сюжеты вот с картами, я считаю, с сильным женским характером, да, есть вообще, чего с этим делать, и вот откуда брать сюжеты, да, с хозяйкой Медной горы, спасибо. И на самом деле к столетию Бажова, смотрите, какие штуки можно сделать. Вроде бы не про Бажова, да, но это одновременно будет и про него тоже. И про проблемы, и про идеи вот сразу начали выскакивать. Но вообще вот следующим тактом делается проблематизация, и потом вот одно с другим скручивается. Либо это наоборот делается. У вас есть проблема, да, и вы смотрите на те факты, на те события, на даты, на те документы, которые у вас есть, и думаете, что вы из этого можете вообще извлечь, вот, какие смыслы для решения вот этой проблемы конкретно. То есть либо так, либо сяк. Это происходит, бывает двумя путями. Ну и еще одна очень важная сюжет. Мы все любим работать с большими историями, упоминалось, а вообще время такое, когда, собственно, про маленькие истории. Вот об этом замечательно сказал Архан Памук. Вообще вот этот манифест рекомендую прочитать. Он про смещение фокуса, как раз про который там Дмитрий Владимирович, наш коллега, упоминал, Ульяновский. Собственно, что мы действительно устали от этих общих тем, а когда появляются темы конкретные, вот в Ядрин ездили там про Первую мировую, потрясающие же истории людей, да, в контексте времени, когда там пара, жена пишет там какому-нибудь унтер-офицеру там чего-нибудь или еще такое что-то происходит.
Вот, собственно, вообще мы в этом смысле должны рассматривать краеведение как инструмент влияния. В свое время мы вот с коллегами из Карельской национальной библиотеки придумали такой метод Ленрота. Саш, вот я его упоминал, у меня еще там есть матрица, которую мы тогда разработали. Если будет интересно, я потом ее покажу, про описание ресурсов в контексте вот будущих как-то продуктов и проектов. Соответственно, мы описываем, исследуем, создаем и потом строим вообще. Вот, можно использовать для этого специальную матрицу. Но для того, чтобы ее делать, нужен, конечно, фактологический материал. Мы в этом сегодня убедились. Да, и исследовательский, и тут роль библиотеки, и того, что сейчас делается, информационного фундамента, как никогда высока. Да. Если фактов не хватает, мы видим, чего происходит. Да. Мы начинаем натягивать непонятно что на что, и, в общем, это делается не сильно хорошо. Ну, собственно, мы можем решать разные проблемы через наследие, использовать наследие, например, как инструмент адаптации, собственно говоря. У меня есть, кстати говоря, там с собой немножко флаеров вот с нашим проектом, я вам могу их раздать. Когда мы вот, собственно, пытались создать такой инструмент для адаптации понаехавших студентов через судьбу Аполлинария Васнецова, уроженца Вятки, который приехал в Москву и стал не просто известным на всю страну художником, но и москвоведом, да, который изображал виды старой Москвы. Мы использовали, вот из этого извлекли современный смысл для адаптации, собственно говоря, тех студентов, которые приезжают, чтобы им было более комфортно в городе. Соответственно, в этих проектах используются новые медийные технологии. Но это вот другой сюжет, это связка там медийности и мемориальной деятельности с краеведением. Да, это вот, собственно, наш аудиогид первый по Москве, Достоевский в Москве. Но не было до этого. Вроде и музей квартиры есть, причем с музеем квартиры тоже интересный сюжет. Очень часто звонят люди, чтобы организовать экскурсию в Питере. Оказывается, что они звонят в Московский музей. Путают. Ну, то есть вообще он никак не ассоциируется с городом. Да? Вот Москве нужно в этом смысле Федора Михайловича вернуть хотя бы на период детства. Так. Мы ее, кстати, делали, видите, совместно с комитетом, с историчкой, да, на деньги Комитета общественных связей. Да? Там был грант мэра Москвы, который получил живой музей Басманного района, а мы в рамках вот сделали этот самый аудиогид. Ну, масса есть зарубежных проектов подобных, там и на платформе Wikimedia, например, вот голландский, который описывает, собственно, и местные культурные ресурсы и прочее. Есть вот такой проект DACLab, который собирает и репрезентует в местном пространстве такие истории от людей, тоже как раз в нем есть и вот этот медийный компонент, и люди потом на больших панелях могут посмотреть вот эти истории от простых людей, горожан, там, про их семьи, про генеалогию и про прочее. Да, вот мы про генеалогию много говорим, но еще есть сейчас масса современных способов медийных это представить и обернуть в новые продукты. Да? И это тоже может решать важные социальные проблемы в смысле укоренения, воссоздания связи и прочее. Вот в этой связи, кстати, я что-то вспомнил внезапно, такой музей заплаты дыр в Ярославской области. Там концепция такая, что это не просто музей про... Там ставили заплатки в деревне, да, вместо того, чтобы штопать. Такая целая техника была. Но они из этого вообще целую концепцию развили, что вся наша жизнь – это такие заплаты и дыры, которые мы штопаем. Утрачиваем кого-то, да, рвутся связи. И, в общем, мы все время это штопаем. В том числе штопаем историческую память нашу. Вот наша... Задача эту память штопать. Голландцы не просто штопают, но и представляют это вот в такие медийные продукты. Много достаточно проектов, связанных с так называемыми устными историями, да, которые записываются и превращаются в документы. Это вот проект такой из библиотеки Гринвича штатовского, как раз когда там местные люди рассказывают эти истории, и они потом их цифруют и выкладывают в такую базу данных, и репрезентуют потом местному сообществу. Ну, достаточно развитый тоже сейчас как тренд, тоже можно оборачивать, собственно, культурно-символические ресурсы.
решать эти задачи еще с помощью гражданских исследований, с помощью вовлечения людей. Многие из вас элементы этого показывали нам в проектах, да, вы уже людей вовлекаете. Да? Но есть, мы понимаем, целые платформы, многие, вот, наверное, Паству пользуются. Пользуетесь, нет? И это большой ресурс фотографический, где выкладываются виды разных городов старые, да, и фотографии российских. Вот. Там самые, причем это просто люди делают. На самом деле есть и проекты, которые библиотеки делают тоже методом гражданских исследований. Вот, например, очень хороший проект, который несколько лет назад делал и продолжает делать публичная библиотека Нью-Йорка. Это проект, связанный со старыми картами города, которые так как на слой друг друга накладывают. И можно смотреть, как город вообще развивался и рос. И делают это не библиотекари, а под руководством библиотекарей и добровольца. Да? Вот гражданские исследования это про это. Это когда эксперты вовлекаются, либо добровольцы под руководством библиотекарей. Но вообще вот тут возникает следующая проблема, да? Богатство выбора и вообще чего с этим делать. Да? И вообще возникает новая роль библиотека краеведа как куратора кураторов. И как человека, который осуществляет выбор. Проблема не в том, что мы можем делать то, и сё, и пятое, и десятое, а стоит проблема выбора. Когда мы выбираем конкретный ресурс, конкретные факты под решение конкретной проблемы. И, собственно говоря, подтягиваем туда конкретных партнеров. Первое, и под это выбираем, и под это проводим исследования, выбираем из массы вот этой нашей фактологического материала то, что нам нужно. Я вот не зря на этом слайде показываю эту книгу Майкла Баскара, она называется, соответственно, «Принцип кураторства». Она про то, как в эпоху переизбытка, собственно, делать выбор и, собственно, как важна позиция куратора той или иной темы. Но тут вот встает «но». Нужно ли быть специалистом по всему? Тут не нужно. Вообще роль библиотекаря, как ни странно, быть куратором кураторов. Мы должны просто иметь набор экспертов по разным темам. Вот мы так пользуемся этим приемом. Они даже нам книги рекомендуют. То есть нам нужны книги, например, по современной урбанистике, мы не будем их сами выбирать. Мы обратимся к людям из высшей школы урбанистики, они нам выберут лучше, чем это сделаем мы. Да, и так далее. Либо там библиотекарь делает первичный выбор, а там на основе этого эксперт или профессионал дополняет этот библиографический список своими книгами, источниками и прочими, потому что невозможно это там объять необъятное. И, собственно говоря, вот быть в центре такой сети кураторской, построенной собственными руками, дает нам такие очень сильные конкурентные преимущества. Но для этого вообще эту сеть надо отстроить. Такая очень непростая задача. Потому что мы оказались в мире, где уже есть не дефицит, а переизбыток. Да? Мы пока с этим не дошли в краеведении, потому что очень многие вещи предстоит собрать. Но в каких-то частях, собственно, краеведческих баз данных такой переизбыток уже образуется. Я вот сейчас с ним столкнулся, собственно, пытаясь извлечь сюжеты для нашего семинара из календаря памятных дат, которые мне дали чувашские коллеги. Вроде бы масса навала материала, но я из этого извлечь не могу сюжеты, потому что там его много, и он обо всем, понимаете? Он построен не по тематическому признаку, а по, собственно говоря, по персоналиям. Вот. И это проблема на самом деле. Ну и, собственно говоря, вот, на мой взгляд, это то, что называется, по моему скромному мнению, воспользуюсь, опять же, подсказкой Дмитрия Федоровича Полознева, что отличает, собственно, хорошие качественные продукты, которые у нас сейчас появляются на краеведческой поляне, что должно, по моему мнению, отличать. Да? Это просто я попытался, собственно, суммировать, да? Вот очень важная часть, что мы как с прошлым, так и с настоящим и будущим работаем. Потому что очень приятно погружаться в прошлое, его изучать, но из этого в нем и оставаться. Да, вот это очень часто происходит. Да? Кто-то когда-то жил там, ну, очень любопытная личность, там можно закопаться. Ну какие сюжеты мы из этого вот извлекаем для этой жизни, для того, чтобы ее сделать лучше, а они там есть, они зашиты.
Это очень любопытная задача. Новые типы партнерств, да, которые мы на краеведческом материале можем выстраивать. Вот этого, на мой взгляд, пока не хватает. Да? Мы можем вообще просто попробовать отмоделировать это в рамках семинара, да? Понять вообще, как эти типы партнерств и с кем мы можем выстраивать. Да? Совершенно неожиданные. Роль библиотек. Пишу иногда музеев. Иногда музеи заменяют там, где библиотеки слабые. Но вообще музеи по определению не сетевая структура. Они обычно очень часто садятся на материал и жмут его, в отличие от библиотекарей. Хотя библиотеки тоже бывают жмут, на самом деле. Такое тоже случается. Социальное предпринимательство. Когда мы выводим вообще, становимся в позицию, что вообще на этих вещах-то можно и нужно зарабатывать. Да? И на сувенирке, и на том, на сём. И прочее. И не только ждать, когда к нам нефтяники придут. Это отличный, кстати, сюжет. Вот Красноярский мне очень понравилось, когда пришли там люди из Роснефти, говорят, давайте мы на этом заработаем. Уравнивание литературного и визуального текстов, это я пишу как культуролог, собственно, текстовых и нетекстовых документов я пишу как библиотекарь, соответственно. Широкое использование вообще визуального материала в целом, тактильного и прочее. Да? Вот мы должны понять, что для современного поколения просто иначе не выйдет. Вот, нужно переупаковывать и текстовый материал, прочее, просто, они другие. Да? Это сурдоперевод, я понимаю, можно стать в высокомерную позицию, сказать, ребята, подтянитесь, почитайте, но, в общем, лучше играть на всех полянах, да, втягивать. Мы видим вообще, что это работает, например, через экранизации всяких литературных произведений, как люди потом все-таки начинают читать чего-то. Да? И здесь также они потом могут, в общем, прикоснуться к источникам и к это самое. Упаковка вообще использования открытых платформ и IT-технологий. Вот я сейчас занимался генеалогией собственной семьи, да, там Астраханский архив оцифровал метрические книги, да, в том числе церковь, там, где мои предки крестились, я дорыл до 6-го колена. Потом смотрю, отличные есть всякие инструменты, чтобы генеалогию упаковывать во всякие эти деревья и прочее. Отличная же вещь. Но, в общем, мы понимаем, что мы это и для себя можем сделать, и других научить. И это может быть частью таких проектов, где эти вещи осуществляются и визуализируются. Потом можно вот это древо унести с собой, на стенку повесить, чтобы там молодой человек это сделал, либо, соответственно, эти деревья могут объединяться, переплетаться, если они в одном конкретном населенном пункте делают. Вот это, кстати говоря, очень любопытная такая штука, особенно для сел, да, где люди компактно живут, где можно сделать генеалогическое исследование, посадить его потом, визуализировать через вот эти открытые платформы, и вообще потом и всем показать, и понять, кто с кем там, какие связи имеет родственные, потому что это все не очевидные вещи. И все, наверное, все, я на этом закончил. Спасибо. Да нормально. Коллеги, счастливая возможность задать вопросы. У нас 10 минут еще остается на вопросы. Чуть-чуть поехал наш график. Мы вынуждены закончить на 10 минут раньше. Мы будем очень быстро есть. 40 минут, и через 40 минут мы должны будем быть здесь. А сейчас соберитесь и пока вы думаете, я скажу, что мы Андрея Викторовича живым-то не отпустим. В том смысле, что мы договорились, что будут специализированные семинары, чтобы было не 4 часа у Андрея Викторовича, а больше. В общем, держитесь краеведов, те, кто случайно еще не с нами, да? У нас вкусно. Значит, это вот начало. У кого вопросы, реплики, сомнения, дополнения? Ага, сейчас. Просто на РБА тогда говорили о том, что будет подробно еще раз о возможности регионов поучаствовать в вашем проекте, который был посвящен Васнецову, но уже в преломлении на регионы. И прозвучало, что будет мастер-класс по этому вопросу. Я понимаю, а как все-таки, как реально можно посотрудничать и все-таки попытаться в регионе воплотить именно тот проект?
Смотрите, я-то имел в виду другое, что на самом деле у каждого региона есть такой Вергилий, проводник, человек, фигура, которая потенциально может им быть, да? И мы сегодня такие фигуры, кстати, вытащили, да? Вот. Они иногда не очевидны. Тут вот это такая работа должна быть. И, собственно, в данном случае метод Васнецова, он в чем заключается? Он заключается не в том, чтобы за уши подтянуть там, например, Брянск, а найти в Брянске своего Вергилия. Речь о методе, Оля. Значит, вот мне там очень нравился, например, волгоградский проект, который мои коллеги делали. Вы не видели Лосева? Он про послевоенный город, там про художника, который рисовал картины и раздавал горожанам, да? Он тоже, в общем, краеведчески в чем-то вышел, потому что все эти картины разошлись там по городу и прочее, да? Вот если есть в Брянске такой персонаж свой, который рисовал, например, Брянск, которого уже нет, да, город сильно разрушен, да? Вот. Кстати говоря, у такого современного драматурга Сергея Данилова есть книга, по-моему, не помню, как она называется, она даже там какой-то приз выиграл про Брянск, между прочим. Ну, в общем, это тема отдельного разговора, да? Когда мы можем сесть и вот про Брянск, которого уже нет, да, и про художника, который в этот мир погружает, поговорить и чего-то придумать. И в этом смысле это будет история, с одной стороны, по методу Васнецова, но она будет про другое, и про брянские проблемы, да, потому что Васнецов, он про Москву и про адаптацию людей в Москве. Нужно ли в Брянске адаптироваться? Ну, зачем кому-то? Там другие проблемы, да. В каждом месте есть свои проблемы. Мы не можем пересадить тот или иной проект, как готовый сценарий, собственно, джих взять и в другое место. Он всегда рождается относительно места, относительно конкретных культурно-символических ресурсов, которые растут. И мы видим, что когда герои притянут за уши, да, там, ну, и библиотека носит имя, например, да, человека, но он не укоренен в пространстве, это часто случается, то у нас как бы конструкция рассыпается, потому что она не садится на местные ресурсы. А когда у нас есть, ну не знаю, адмирал Путятин, да, все нормально у нас, вот, и есть Фокина конкретно, да, где там он рассекал. Кому, на судах. кому микрофон? Вообще вот я сейчас бьюсь мыслью, вот последние 5 минут, над одной проблемой, что у нас точно в Петрозаводске будет что-то на эту тему, да, что-то типа лаборатории. Я думаю, ну как оргкомитет решит, конечно, но мне кажется, да. Хочется, чтобы на этой уже лаборатории был разбор полетов проектов, которые вы предложите, да? То есть у нас есть такой вариант наших занятий у краеведов – защита проектов. Проблема для меня в одном – как сделать так, чтобы вы уже при подготовке проектов владели вот всем тем инструментарием, который предложен, да, вот сейчас. Но сборник-то выйдет, конечно, но сборник – это улита долго едет, это где-нибудь она к лету будет. Вот я пока не очень понимаю, как это сделать. Но вот… Раз. Что-то я не то с ними делаю. Не бейте меня ногами, дорогие коллеги, которые там техническим обеспечением занимаются. Значит, я хочу сказать, что там даже если это описать, ну, есть множество нюансов за кадром, да, которые, в общем, ну, это все, конечно, лучше в личной такой коммуникации, потому что, ну, технологию можно описать, но ей по полной программе, не знаю, достаточно сложно будет это. Все равно это нужно как-то направлять. Ну, мы что-нибудь такое придумаем, да, Надежда Михайловна? Да. Во всяком случае, я хочу сказать, что после этого дивного слоя поиска связей, да, есть еще интересные штуки. А дальше, когда проблемы увидите, это второй слой, да, когда привяжете вот к актуальным проблемам, а дальше смотрите, на кого это рассчитано, да, найдите все ваши аудитории, да, все ваши аудитории. И дальше отсюда следующий шаг. Линейка продуктов. Какие продукты вы будете использовать для каждой аудитории? Если у вас, как у нас был вот с Катей в Великом Новгороде на таком практикуме, если у вас заповедник, да,
Значит, одни продукты будут для исследователей, другие для организаторов туризма, третьи для людей, которые просто погулять там хотят, да, и так далее. То есть вот это следующий шаг. Ну и в качестве подсказки руководство по краеведческой деятельности библиотек, все варианты, самое разнообразие входов, все там. Ну вот. Сам приеду, вот буду еще раз штудировать, потому что читал, но недостаточно внимательно, это совершенно необходимо. Да. Но мы вот, Надежда Михайловна права, вот первый шаг сделали. То есть мы ни целевые группы не разбирали, там, ни партнерство, ни про деньги не поговорили, потому что на самом деле, ну, смотрите, какая история. Вот все эти штуки, они достаточно сильные, и поэтому на них можно подтягивать разные типы ресурсов. У меня есть опыт, когда мы делали проекты очень, ну, такие финансово емкие, что ли, совсем без денег, да? Ну, как без денег? На самом деле нам все делали за партнерство, да? Там вот Достоевский на каждый день, например. Огромный медийный проект, а ни копейки он нам не стоил, но все там мы получили борзыми щенками, да? Есть, соответственно, сюжеты с поиском и привлечением грантовых средств, и там масса нюансов, да? У библиотек вроде бы не так много возможностей получать впрямую, но благодаря партнерствам разным, да, с некоммерческими организациями, либо открытие некоммерческой организации. Вот мне тут в кулуарах вчера подходили коллеги, говорят, а мы открыли некоммерческую организацию с Урала. И нормально работаем там с президентскими грантами для некоммерческих организаций, уже там пару проектов у нас поддержано. Да? То же самое в Иркутске, такая же история, я знаю, у Ларисы Сулеймановой происходит. Собственно, другие всяческие источники, денег в стране достаточно много. Но вот я еще о чем думаю, что и тоже до чего не дошел. Вообще вот кроме форматов деятельности, это еще можно, собственно, сделать основой для деятельности, например, модельной библиотеки. Вот я с этого начал, да. У нас пока нету модели в этих модельных библиотеках, они там про все что угодно, там про такую резвуху, сякую, но краеведение считается это вот работа с прошлым, а не создание актуальных продуктов. Если у нас в рамках вот этого нацпроекта появится библиотека, которая будет про краеведение вот в таких разных современных формах, которые вы представляли, которые там я немножко показал, значит, это будет очень здорово, вот если мы совместными усилиями создадим такой прототип, и кто-то об этом задумается. Вот мы в Коломне ровно это сейчас пытаемся сделать, но, в общем, это все не просто идет, я хочу сказать. Спасибо. Значит, учтите, что такие вот варианты модельных библиотек краеведческих уже начинаются. У нас, я говорила, что у нас учебный центр сейчас, вот, ну, я приеду практически, вот первые группы приедут уже учиться, мы это рассказываем. Как делать это, мы рассказываем. Приезжайте заодно, коллеги, учиться к нам в Питер, в Российскую национальную библиотеку. Есть такие идеи, а мы еще попробуем сделать разные модели краеведческой библиотеки, как модельной. Идеи у нас, вот у нашего сообщества, я не про себя, ой, просто как грязи, вот сделаем. Так, и давайте сейчас мы очень быстро, стремительно идем обедать, чтобы успеть. Да.